Радостный день, такое очень важное для нас событие. Мы начинаем литературно-просветительский марафон, который называется «Русские писатели в Чувашии». И первый наш гость Андрей Геласимов, писатель, преподаватель, доцент литературного института имени Горького, автор замечательных произведений, таких как «Нежный возраст», «Жажда», «Год обмана», «Роза ветров», «Степные боги». Его книги пользуются очень большим спросом в нашей библиотеке. Его книги пользуются успехом во всем мире, его переводят очень активно на многие языки. Кто-то из вас может быть знаком с экранизациями его произведений. И поэтому сегодняшний день, он вот такой для нас действительно праздничный. И очень символично, что мы с вами встретились 6 июня, в день Пушкинский, в день русского языка. То есть как-то вот все это мы празднуем вместе, встречаясь с замечательным писателем Андреем Валерьевичем Геласимовым. И я надеюсь, что у вас будут вопросы. Вы, пожалуйста, не стесняйтесь, не бойтесь, задавайте вопросы. Но для того, чтобы как-то нам немножко войти в ритм, первый вопрос задам я. И я думаю, это будет нам всем интересно. Хотелось бы, чтобы Андрей Валерьевич рассказал нам о том, с чего, собственно, начиналось все. И какую роль сыграли в том, что вот перед нами теперь писатель Геласимов, детские годы, студенческие годы. Вот хотелось бы, чтобы нам рассказали немножечко вот о том, как вы пришли вообще к писательству и через что пришлось пройти. Да, я понял. Здравствуйте, друзья, во-первых. Мне очень приятно быть с вами сегодня и в вашем прекрасном городе. Я мало что успел увидеть, но то, что успел, вселяет оптимизм. Красивый, действительно, очень зеленый город, приветливые люди. Мне кажется, я впервые в Чебоксарах, хотя на Волге, в общем, бываю довольно много, в Ульяновске, в Самаре, в Казани, на разных литературных мероприятиях. В Самаре проходит замечательный фестиваль, где я приезжаю частенько, чтобы там поискать себе молодую кровь. Знаете, там молодежь собирается, пишущая. Вот у них есть фестиваль имени Онищенко, там я нашел замечательную писательницу, сегодня о ней расскажу немножко. Вот. В Нижнем Новгороде бываю, разумеется, езжу в Болдино. Это отдельная совершенно история, потому что от Нижнего, вы, наверное, знаете, да, еще надо часов 5 на машине ехать до Большого Болдина. Там тоже собирается слет молодых литераторов. Поэтому как-то с Волжской землей у меня давняя и прочная связь, уже многолетняя, но вот в Чебоксарах я впервые закрою гештальт, что называется. Я счастлив в этом смысле, когда в литературном институте, где я работаю, мне сказали, надо ехать в командировку, и я услышал Чебоксары, я сказал, еду обязательно, потому что я там не был. Любопытство – это хлеб для писателя. Знаете, мы все время ездим, смотрим, слушаем. Даже когда в самолете летишь, обязательно слушаешь, о чем говорят соседи. Ну, мало ли чего, вдруг расскажут историю. Для них это просто болтовня, а для меня деньги. Я же продам. Вот. Но это все шутки. В ответ на ваш вопрос я должен сказать, что... я байку расскажу на эту тему. Вы знаете, однажды разговаривал буквально на эту же тему с замечательным, великим кинорежиссером Сергеем Соловьевым. И он мне так сказал: ты знаешь, Андрюша, самые великие дела, самые важные дела в нашей жизни случаются случайно, сказал он мне. И я с ним соглашусь абсолютно, потому что я, например, никогда в жизни не собирался быть писателем. Вот я что вам скажу. То есть планов таких особенных каких-то не было. Просто, книжки любил в детстве читать, но и все советские мальчики и девочки любили читать. Была определенная культура чтения. Мы тогда считались самой читающей страной в мире, Советский Союз. И наверняка так и было, да? Не знаю, правда, как сейчас, но вот тогда было так. Был какой-то книжный голод, был интерес к хорошим историям придуманным. Вот. И в библиотеках я проводил, вы знаете, много времени. Я вот думал, что я должен был стать библиотекарем, вашим коллегам. Потому что библиотека для меня всегда было такое очень теплое, намоленное место. И мне нравились запахи в библиотеках. Вот у вас, кстати, в библиотеке нет запаха, потому что она, видимо, очень новая, модная, современная. А я ходил в детстве в какие-то такие вот маленькие юношеские библиотеки, где полы скрипят. Здесь же ничего не скрипит у вас. Это здорово, конечно.
Но у меня осталось вот это ощущение, где запах бумаги, знаете, старых переплетов. Вот это все в детстве было для меня крайне важно. И помню, что я родился в Иркутске и жил там до 15-летия. И вот часто сидел в школе во вторую смену. И последние уроки, когда вечер уже заканчивается, я уже с нетерпением ждал, когда закончится последний урок, чтобы побежать в юношескую библиотеку и посидеть в читальном зале. Вот молодежь не знает, а я вам скажу. Тогда книги очень трудно было не только там купить в магазине, их трудно было даже взять в абонементе библиотеки. И самые топовые книжки, которые пользовались большим спросом, можно было читать только в читальном зале. Вот это было такое место, прям, ну, четкое, модное, хорошее. И вот я помню, когда ты бежишь, зимой по Иркутску бежишь вечером в эту библиотеку, в читальный зал, вдоль стеночки в читальном зале стояли вот так же кресла, как вот здесь. Ну, не кресла, а стульчики. И на этих стульчиках сидели мальчики и девочки, которые ждали, когда освободится их книга. Я там сидел. То есть ты сидишь, приходишь, говоришь, я хочу такую-то книгу. Они говорят, занято, вот там девочка читает. Ну ладно. Садишься вот так в уголок и на девочку так пристально смотришь. Давай быстрее. Вот. То есть любовь к книгам, она была вот, ну такая, любовь к придуманным историям. Все это начиналось, конечно, с юношеской литературы, приключенческой литературы, прежде всего, там, Стивенсон, я не знаю, Жюль Верн, Майн Рид, книги, которые в открытом доступе, их не было. Я понимаю, что вам сейчас это совершенно непонятно, нынешней молодежи, потому что все есть в интернете. Вот в этом смысле произошла какая-то странная вещь. То есть свобода доступа прекрасна, но с другой стороны отсутствие свободы доступа, внимание, создает драматическое напряжение. Желание возобладать тем, к чему ты не имеешь доступа. Понимаете, какая штука? И вот это самое драматическое напряжение, я думаю, во многом повлияло на меня. То есть это были какие-то волшебные истории про пиратов, про капитанов на подводных лодках, которые куда-то плыли подо льдом. И, в общем, для советского мальчика в начале 70-х годов это была совершенно другая вселенная, в которую я входил каждый вечер. Но писать, конечно, я не думал. Даже я не предполагал. Я вообще не знаете, как бы я не думал, что эти книги кем-то были когда-то написаны. Ну, что за ними стоял какой-то человек. Вполне реальный, бытовой, который жил какую-то обычную жизнь, потом сел, думает, дай-ка я напишу «Три мушкетера». Вот это я не отдавал себе отчет. У меня было такое ощущение, что Д'Артаньян был всегда, Капитан Немо был всегда, и это просто, ну, это данность, с которой я знакомлюсь и так далее. У меня не было понимания, что был какой-то процесс создания этих вещей, предыстории этих вещей, что было время, когда их не существовало. То есть, и поэтому, следовательно, для меня писатель был, ну, какой-то такой довольно мифологической фигурой, там, с портрета, да, из учебника. Вот. Не живой человек, не такой, как мой сосед, не такой, как мои друзья, как мои родители, не такой, другой. Выдуманный какой-то, из книжки. Вот. Поэтому не было у меня никаких совершенно на этот счет задумок и так далее. Все как-то так само случилось. Я читал очень много книг, и где-то уже в таком юношеском возрасте так плавно перешел к американской литературе. Мне очень нравился Хемингуэй. Для юношества это действительно очень хороший писатель. Он, во-первых, очень просто пишет, ясно, понятно и очень сильно. Плюс у него он решает очень важные вопросы для своих героев, которые были мне, как юноше, понятны. Ну, про войну пишет, я про войну любил читать. Вот. Поэтому я как-то не сомневался, когда выбирал себе после школы свой путь в университет. Я пришел на факультет иностранных языков для того, чтобы читать это все, как это было написано в оригинале. Мне это было интересно. Вот. И стал изучать английский язык, читая всех этих авторов, собственно, для этого. Но, опять же, совершенно не думал писать. А вот в курсе на третьем я случайно оказался в театральной студии университетской. Просто мой приятель затащил меня вечером на свою репетицию. Мне это вообще было непонятно, неинтересно, я не знал, что это такое вообще. Мы шли на вечеринку, нас там ждали симпатичные девушки, все было хорошо.
И я, значит, ему говорю: Саня, давай побыстрее там. Он говорит: ну ты зайди, посиди там в зале тихонечко. Я, значит, сел на заднее кресло в этом студенческом театре. А на сцене шла какая-то репетиция. Я и в театре только в детстве был на этих, как называется, утренники, да, детские. Вот Новый год, там, Дед Мороз, подарки раздают. Я любил подарки, там были мандарины. Поэтому я в театр Охлопкова в Иркутске с удовольствием ходил на эти новогодние утренники получить порцию вкусняшек. И тут, значит, ну театр. Они что-то репетируют. И мне так это все как-то, ну, скучно же, непонятно, они что-то делают. И я начал издавать звуки с заднего ряда, привыкшие, значит, с Камчатки, реагировать на то, что происходит. Потому что мне скучно, я говорю: ты вон там стань, неправильно ты делаешь. А режиссер там есть, находится там. Он был актер профессиональный русской драмы в Якутске. Я уже в Якутске в этот момент жил. Он, значит, так оборачивается на меня и говорит: а может вы подниметесь сюда и нам покажете, как это сделать? Говорит он мне. Я говорю: да легко. Значит, ну, пошел. Говорю: смотри, ты вот здесь стань, ты вот тут, ты вот тут. Так, говорю, будет смешнее. А ты вот так вот ляг, да? А ты громче говори, а ты запой. Причем я ничего не понимал во всем этом. Значит, Юра так на меня посмотрел, говорит: оставайтесь у нас, сказал он мне. И я как-то... Так мы и не пошли на ту вечеринку в итоге, потому что вот было любопытно, что происходит. Такая инициация, опять же, случайная, как говорит Сергей Александрович Соловьев. Так я остался в студенческом театре, и уже где-то через год я для него придумал историю. Ну, просто придумал все. Говорю: давай, какие-то скучные приносит Юра тексты, они неинтересные, надо свое придумать. Поживее. Он какие-то, ну, какой-то нафталин приносит, не круто. Значит, и говорю: давай вот так сделаем. Вот с этого начнем, потом вот так будет, потом вот это. Текст не писал. Просто на словах говорю: ты делай вот это, вот это. Она пришла отсюда, значит, и у нее вот это, у нее такая проблема, у нее с мамой, это там, в итоге они все поженятся и все. Значит, и мы на ходу придумали вот какой-то такой спектакль без текста. И потом поехали на студенческий фестиваль студенческих театров в Хабаровск. Там был какой-то большой всесоюзный, тогда еще был Советский Союз, всесоюзный фестиваль студенческих театров. Показали вот эту нашу билиберду, без текста, который написано, значит, и получили приз за лучшую драматургию. А когда приз, значит, его выдавали, на сцену, значит, поднимаются, и там был, журнал такой был в свое время «Студенческий меридиан», кто постарше, кто помнит его. Значит, они все это из Москвы приехали, они все это освещали в прессе, и, видимо, были какими-то организаторами этого фестиваля студенческого. И, значит, главный редактор этого журнала «Студенческий меридиан» мне говорит: вы мне потом пьесу дайте, потому что мы опубликуем фрагменты из нее в «Студенческом меридиане», она победитель и так далее. Я говорю: а пьесы нет, пьесы нету. Я говорю: могу устно вам рассказать, что было. Он говорит: так я видел. Я говорю: ну все, вот. Ну, нам дали какой-то фарфоровый самовар. И мы довольны уехали к себе в Якутск. И вот тогда, это, видимо, был первый процесс спонтанного, но детерминированного сочинения. Но он был нацелен на сценическое пространство. То есть я придумал некую драму, конфликт. Мои ребята, друзья мои, это разыграли. Мы это сделали, в общем, получился какой-то такой спектакль. И в этот момент я тоже не думал писать. Я же редактору сказал: нет пьес. Вот. Но, тем не менее, когда я закончил университет, получил диплом педагога английского, по английскому языку и литературе, я сразу же поехал поступать в театральный институт в Москву, в ГИТИС, это назывался ГИТИС тогда, сейчас это РАТИ, Российская академия театрального искусства. И я поступил на режиссерский курс Анатолия Васильева. Вот. И там вот я пока учился, там происходило много разных вещей. Если любопытно о театре, потом отдельно скажу, просто мы сегодня о литературе. Но к концу обучения я понял, что я театр понял до такой степени, что больше мне не интересно. Ну, то есть я все понял, что происходит в театре. И по окончании курса ГИТИСа я вернулся в Якутск и вернулся в университет. Стал преподавать на своем родном факультете иностранных языков. Все тот же английский язык и литература. Я преподавал сначала античку,
потом американскую литературу, потом стилистику английского языка. Это такие предметы, которые, но их специфика, что они преподавались на английском языке. А так обычные предметы. Вот. И вот здесь я подхожу уже к ответу на ваш вопрос. Когда уже произошло это детерминировано. То есть я все это время и не собирался писать. Сочинять. Когда мои студенты, вот первый мой курс, который я набрал, они учились, по-моему, на втором или на третьем курсе. Началась вторая чеченская кампания, и тогда не было брони в высших учебных заведениях, и студентов забирали в армию. Вот, то есть, и потом, когда они уже отслужили, они возвращались и доучивались, чтобы получить диплом. Сейчас учатся до 5-го курса, вот мои сыновья учились до 5-го курса, а потом уже отслужили в армии, да, после получения диплома. У нас не так было. Наших ребят забирали прямо со студенческой скамьи. И так получилось, что вот началась война на Северном Кавказе, и многие из моих студентов оказались в зоне боевых действий. И через 2 года они вернулись снова в университет, продолжали учиться, но это были уже совсем другие люди. Я все по-прежнему занимался литературой, в это время писал диссертацию об Оскаре Уайльде, уже успел съездить в Англию на год стажировку, занимался в библиотеке Уайльда. Ну, в общем, я, понятно, уже вот филолог, да, готовлю кандидатскую диссертацию. И тут вдруг эти парни. И они вошли в мою жизнь как вот совершенно неожиданная мною часть моей жизни, да. То есть, ну, вот кто постарше, вы же помните, как тогда было, и телевидение очень много показывало репортажей из Чечни. И вообще чеченская тема была очень тяжелая, много терактов было и в Москве. И весь контекст был довольно гнетущий. Причем на фоне, это середина 90-х годов, на фоне развала моей страны, когда мы находимся действительно в очень униженном полурабском состоянии, по полгода не получаем зарплаты в университетах, но почему-то работаем. У нас, тем не менее, рождаются дети, мы продолжаем жить, функционировать, но вот все как-то идет не так. Идет война, серьезная, большая война, где перемалываются силы. И мальчишки вот эти, они меня тогда поразили тем, переменами, которые с ними случились. Потому что я знал их детьми, 18-летними, а вернулись 20-летние другие. Прям как будто изнутри человека убрали. Передо мной сидит тоже тело, но совершенно другой человек. Сейчас я, уже вот с прошествием лет, я понимаю, что это просто было состояние депрессии. Колоссальное психологического потрясения, да, этих ребят, из-за того, что они там увидели, частью чего они оказались, причем частью вот призванной, как называется, по призыву, да, обычная армия, никто никуда ни контрактами, ни добровольцами не отправлялся, а просто забрали ребят из семьи и отправили в мясорубку. Вот. И тогда произошел вот этот штурм Грозного, во время которого погибла часть Майкопской бригады и одна рота Петраковского полка. Ребята зашли со своего направления в Грозный, дошли до вокзала, точка, которая указана им была как точка, где надо закрепиться. И со всех других сторон, с юга, с запада и с востока, должны были зайти другие подразделения российской армии. Но они не зашли. Зашла только вот эта часть Майкопской бригады и Петраковский полк. И вот они, взяв вокзал, закрепились на нем, и через сутки погибли все. Никого не осталось живых вообще. Меня что тогда потрясло, что мы в тот Новый год, несмотря там на все эти события, Новый год же, мы сидим в Якутске. Где Якутск, где Кавказ? Далеко. И потом, да, там, спустя, когда нам сказали, что произошло, там, спустя неделю или 2, я понимал, что я вот открывал шампанское, укладывал своих детей спать, и в этот момент шло вот это страшное, да, которое потом, я не знаю, слышали ли вы радиоперехваты, которые вот чеченские полевые командиры говорили лейтенанту там одному: Саша, ты уводи своих парней, уводи, мы вас всех сейчас придем порежем, никто не останется. И Саша говорит: я не могу, у меня приказ. И вот все это вот в этом контексте, значит, я все это слушал, и вдруг эти парни пришли. И я иногда прекращал свои лекции об Оскаре Уайльде, о Шекспире. Я начинал спрашивать их. А они молчат в ответ. То есть разговора особого-то нету. Но тем не менее, какое-то время шло, мне для себя важно было понять, да, что происходит, как это и так далее.
И в итоге я начал писать повесть «Жажда». Я причем вот не собирался этого ничего писать, да, она вот, собственно говоря, отталкивается от моих впечатлений взаимодействия с моими бывшими студентами, имевшими вот этот боевой опыт. Поэтому в повести «Жажда» нет боевых сцен, они переданы только косвенно. Меня интересовало момент реинтеграции человека, который, ну, молодой человек, он еще юноша, он ничего не знает про жизнь, но он уже, оказывается, знает о ней столько, сколько не знали мы, взрослые. Он знает, что такое потеря, он знает, что такое отнять жизнь, он знает, что такое пребывание в том месте, где нет закона, где есть только закон ствола, где есть закон силы. Как сказал мне один из них, все это ерунда, что есть тактика, там, стратегия. У кого больше стволов, тот и выиграл. Вот любое боестолкновение, он говорит, это очень просто. У кого больше стволов, те остались живыми. Вот. И я, значит, вот как-то сильно очень стала во мне это пульсировать тогда тема. Именно как мальчишки, какой у них шанс снова ощутить радость жизни, да? Ну, там, влюбиться, жениться, встретить свою жену из роддома, обрести новый смысл, да? Взять на руки малыша своего и понять, что дальше все-таки жизнь будет. А по их реакциям было видно, что нет, ничего нет и ничего не будет. Все осталось там. Вы знаете, некоторые из них поехали потом контрактниками снова, обратно. И вот это было для меня потрясающе. Я говорил, ты зачем едешь? Он говорит, мне надо отомстить за пацанов. Вот это было то, что мне непонятно. То есть война оказалась наркотиком, на который они подсели очень плотно. И жить вне войны они не хотели. Вот прям было такое ощущение. Мало кто из них интегрировался как-то нормально. Да? И вот я, собственно говоря, и писал-то эту повесть о том, как есть у них шанс простить мир, да, за то, что мир с ними сделал, и простить себя за то, что они сделали с миром. Хотя они не были в этом виноваты. Никто из них по желанию этого не делал. Так сложилась судьба, обстоятельства. На тот момент историческая, я не знаю, воля. Да? Так мы все оказались вот в этой ситуации. Так вот, смогут ли они снова это сделать или нет? Для меня было это крайне важно, поэтому я сел и написал эту короткую повесть «Жажда» не для публикации, в ответ на ваш вопрос, а просто для того, чтобы изжить из себя эти их немногословные разговоры, то, о чем они говорили, а еще больше, о чем они молчали. Потому что, ну вот я говорил в каком-то интервью, могу повторить, я одного из них пригласил себе на день рождения, мы сидели, праздновали, было весело, все что-то пели, ели, веселились. И, значит, Макс сидел в углу и весь вечер молчал, как обычно. Ну, я уже привык, что они молчат. Молчит и молчит, водку пьет молча. Вот. А потом все ушли, и мы с моей женой, Надей, значит, убираем со стола, детей спать уложили. А там, где он сидел, осталась чайная ложечка, скрученная вот так, в кольцо. То есть он стальную чайную ложечку молча просто сидел и весь вечер закручивал вокруг своего пальца. Не алюминиевую, стальную. Она так осталась лежать, и я тогда Наде сказал, что же у него происходит внутри-то? Ну, то есть какое напряжение, да? Мы веселимся, человек находится в компании, и он не с нами. То есть он физически здесь, но его с нами нет, потому что ничто не предполагало в нашем веселье вот этой свернутой в кольцо стальной ложки. Вот. Ну и много всего, там просто, если любопытно, погуглите телерепортажи тех времен, как московский отряд отбивался пограничный от нападения на заставу. И там осталось человек 8, стоят, качаются мальчишки. И наши к ним пробились. Полковник какой-то говорит, вы что, сынки? Они, говорят, выжили. И плачут все. Вот. И я поэтому писал не для публикации, а еще раз говорю, для того, чтобы выписать то, что происходит с моей страной, с моей молодежью,
вообще, да, как бы, ну, мне важно было понять вопросы самоидентификации. Что такое, да, быть русским, жить в этой стране, вот распался Советский Союз, теперь дальше что-то надо делать. Вот, я ее написал, эту повесть, и моя жена отправила ее просто в журнал «Октябрь». Взяла, распечатала. Я не хотел, у меня не было такого желания. Вот, а из октября мне написали, что интересно, мы готовы это опубликовать. И потом кто-то из моих друзей в Москве показал это в издательстве АГИ, Объединенное гуманитарное издательство, и они сказали, мы будем печатать это отдельной книжкой. Это хороший материал, интересный, любопытный. Это было опубликовано, по-моему, в 2001 году. Да, 2001 год. И уже через месяца 3 я получил странное письмо из Франции от одной женщины. Она, значит, пишет, вот меня зовут Джоэль де Планше, я вот сижу, я переводчик, я перевожу вашу книгу «Жажда» на французский язык. Я очень удивился, потому что я ее никуда не высылал. Вот это опять разговор о Соловьеве и о случайности происходящих событий. Она говорит, мне очень нравится эта вещь, я хочу перевести ее на французский, вы не будете против? Я сказал, я не буду против, пожалуйста, делайте все, что хотите. Вот. И где-то примерно уже через полгода после русского издания вышло французское издание. Меня пригласили на Парижский книжный салон, и я там получил какой-то главный приз этого салона. То есть в этот момент я не ощущал себя ни писателем, ничем, это было просто какое-то неосознанное действие, но все вокруг, они вызвали меня на сцену, мы сидели вот так все, и они говорят, месье Герасимов, я, значит, поднимаюсь, и все телекамеры на меня разворачиваются. И я думаю, так, что-то происходит. И переводчик мне говорит, тебе вручается главный приз Парижского книжного салона, ты победитель, ты красавчик, вообще молодец, все четко. И я думаю, я писатель, оказывается. Я книгу написал. Вот, то есть все получилось случайно и само собой. То есть не было точного такого, и вообще в моей жизни не было каких-то таких мероприятий, когда я говорил, так, вот сейчас я делаю вот это, да? Я сейчас накидаю план, и четко по этому плану пойду. Нет, происходило все само собой, как трава растет. В данном случае это было так. Спасибо. Так, пожалуйста, вопросы? Скажите, пожалуйста, у вас не было аналогии между потерянным поколением Ремарка, Хемингуэя и теми парнями, которые воевали тогда в Чечне? Да, спасибо за вопрос. Конечно, Ремарк для меня был крайне важен, да, и Хемингуэй, и Ремарк, и всю юность я ими зачитывался. Но у меня было, знаете, твердое ощущение, что такого никогда больше не будет. Вот у нас, у советских комсомольцев, да, кто воспитывался в 70-е годы, 80-е годы, было ощущение, что война это все-таки, она закончилась в 45 году, в 1945. И дальше мы живем в каком-то мире таком сбалансированном. В нем все хорошо, более-менее. Понятно, что мы были продукты идеологии. Понятно, что от нас многое скрывали. Понятно, что ввод наших войск в Афганистан нам подавался, как это называлось, интернациональный долг, если помните, да, нам говорили. И это до такой степени было красиво сделано пропагандой, пиаром, что я, когда призывался в армию, лично написал заявление, что я хочу отдать интернациональный долг и служить в составе ограниченного контингента советской армии в Афганистане. Я написал такое заявление. Меня не взяли, как мне потом объяснили особисты, они говорят, дурак что ли, те, кто пишет, они точно их не берут. Потому что они думают, что у них какие-то задние мысли есть зачем-то поехать в Афганистан. Туда отправляли тех, кто не просился. Это понятно. Вот. То есть, да, конечно, литературная предыстория была у «Жажды», я согласен с этим. Ремарк здесь очень сильно повлиялся, и именно с ощущением потерянного на войне поколения. Но знаете, в чем отличие? Ремарк все-таки, как Хемингуэй, они пишут всегда романтическую историю. У них всегда история с любовной линией, всегда в ней есть мелодраматический элемент, в ней есть какой-то прекрасный герой, которому мы сочувствуем. Я же написал просто про парней, там вообще у меня никакой романтики нет. Вообще нет. Там я не делал попытки приукрасить жизнь этих ребят. Вот что, мне кажется, я сделал в отличие от Ремарка. Потому что, я помню, начитавшись Ремарка,
я был там в юности, да, в каких-то таких все-таки романтических представлениях о войне. Было это, да. Героизация войны у Хемингуэя происходит. И в романе «По ком звонит колокол», и «Прощай оружие». Несмотря на ужасы войны, там есть элементы романтической героизации происходящих событий. И за счет любовной линии в том числе. Вот. В повести «Жажда» намеренно было убрано, нет вообще там любовной линии. Там девушка только соседка за стеной и все, которая просит героя прийти помочь ей сына усыпить, который спать не хочет. А у героя лицо сожженное, он его боится. Он просто заходит на него, смотрит, сейчас ко мне пойдешь. Он говорит, мама, я спать буду. Все. Вот для этого существует эта соседка. Хотя, когда мы делали кино, есть фильм «Жажда», если вам лень читать эту повесть, можете быстро погуглить и посмотреть кино сегодня вечером. Тоже «Жажда» называется. Дима Тюрин снимал, это был его дебют полнометражный. Вот тот, который сейчас сделал «Эпидемию». Сейчас, по-моему, идет «Эпидемия», вторая часть сериала. Про эту болезнь, это Дима тоже снимает. И вот, когда мы делали фильм, то продюсер мне сказал, слушай, ну мы совсем теряем девичью аудиторию, у нас женская аудитория, нету романтики у тебя вообще никакой, давай любовную линию. И вот мы там, я стоял насмерть, а он из меня выдавливал любовную линию. Значит, я говорю, нет, не должно быть. Ну там сделали намеки, что вот эта соседка, может быть, у них в будущем что-то получится. Вот, поэтому, ну, фильм получился более лиричным все равно, он не такой жесткий, как повесть. Повесть вообще писалась до принятия закона о ненормативной лексике, я должен вас предупредить. До принятия закона. Тогда можно было так. Когда закон был принят, то мы с моими редакторами из Эксмо сели и всю ненормативную лексику заменили. То есть вот сейчас она издается, она, конечно, все равно 18+, потому что события психологически описываются тяжелые, но бранной лексики там больше нет. Но если очень сильно постараться, то вы можете найти первое издание. Там говорится так, как они говорили, как эти парни разговаривали. Жестко и так далее. Вот. Поэтому там как-то вот место романтическому началу не находилось. Это при том, вы знаете, что я еще тогда совершенно не знал, что такое депрессия. Потому что вот сейчас я бы повесть «Жажда» написал по-другому. Думаю, что по-другому. Я сейчас знаю сердцем, что испытывали те парни. Потому что я пережил депрессию, буквально вот этой весной. Я, видимо, перенес ковид, вот этот омикрон, а у него последствия депрессии. Вот я сегодня говорил коллегам. 40% я прочитал в интернете, переболевших омикроном испытывают депрессивное подавление психики. Я на свои 56 лет впервые узнал, что это такое. Я только в книжках читал. Ну, говорят, депрессия. Человек говорит, у меня депрессия. Я пью антидепрессанты, говорили мне мои коллеги, писатели. Там, Андрюша Астацатуров, Александр Снегирев. Молодые парни. Я говорю, какие антидепрессанты? Вы что? Вот. А тут я, значит, это понял. Без причины, без ничего. Ты просто не хочешь жить. Вообще не хочешь. Ты теряешь всякий смысл жизни. Нет смысла просыпаться. Нет смысла чистить зубы, наливать себе чай. Никак, потому что вопрос такой, а зачем? Да? И нет никакой радости вообще. От того, что ты в окно посмотрел, тебе больно. От того, что кошка подошла, тебе больно. Ну, то есть, я-то думал, что депрессия — это когда человеку грустно. Загрустил такой человек, я думаю, вот это депрессия. Нет, друзья, это не грустно. Это вообще не надо никому. Я потом звонил своему однокурснику, он сейчас настоятель монастыря в Черногории. Однокурсник по ГИТИСу, режиссер. Бывший режиссер, теперь монах, настоятель монастыря. Я ему говорю, Саня, что со мной? Ну и вкратце ему сказал. Он говорит, это богооставленность. Через нее проходит каждый христианин, он сказал. Это крайнее испытание христианина. Ты должен, говорит, это перетерпеть. Если ты пройдешь, я говорю, так ничего нет, Саня, дальше все, стена черная. Это при всем обычном образе жизни. То есть ты выполняешь все свои функции, делаешь семинары в Литинституте, пишешь книгу, но ты не понимаешь, зачем твоя рука стучит по клавишу. Все не имеет смысла. Вообще теряет смысл все. Теряет смысл стакан,
слова. Ну вот, короче, это была крайняя какая-то степень помешательства вот у меня. И теперь я понимаю, что эти парни были вот в этом состоянии. Но у них на это была причина, у меня просто причины не было, да. Вернее, вот этот страшный вирус омикрон, он как-то подавил мою вот эту психику. Ну, или, как говорит мой однокурсник Саша, или отец Даниил, вернее, теперь, что это было искушение. Я чуть не вышел однажды из окна, просто, вообще просто, я стою, курю на балконе и как бы думаю, ну вот надо это заканчивать, ребята. Да? Причем мне не о чем грустить, друзья. У меня вот так внешне все хорошо, все нормально. Книжки выходят, фильмы снимаются, предложений много. Но Бог в этот момент тебя оставляет. И мне как раз Саша тебе сказал, вот ты, говорит, пойми, тут для чего все это делается-то? Ты, говорит, сейчас понял на короткий момент, что испытывает ребенок, когда от него ушли родители. Вот он остался один дома, в пустой квартире. Родители ушли и не сказали, что вернутся. Просто сказали, ладно, пока. Давай как-то держись. И дверь захлопнулась. И он остался один. Он говорит, вот ты сейчас в этом состоянии. Это, говорит, тебе дано для того, чтобы ты понимал, что будет, если он навсегда тебя оставит. Чтобы ты понимал ценность, когда он вернется. Вот так мне объяснил мой отец Даниил. Ну, в тот момент не помогло, а потом, когда это начало потихонечку отступать, причем я так по шажочку выбирался. Знаете, что помогло, друзья? Потрясающе. Вовсе не антидепрессанты. Я когда потом психиатрам рассказывал, они говорят, а как ты вышел без таблеток? Никто, говорит, не выходит без таблеток. Мы прописываем в такой ситуации. Я говорю, ну нет. А что ты делал? Они говорят. Я говорю, это читал. Вслух читал. Знаете что? Лескова читал, «Несмертельный голова». И вот странный синтаксис Лескова ставил мне на место мозги. Странный, такой заковыристый. А потом еще начал вслух жене читать «Три сестры» Чехова. По ролям. За Машу, за всех этих офицеров. И так где-то к середине первого акта вслух читаю и чувствую, да, ну, завожусь. А потому что там все про это, у Чехова все про это. Там вообще никто не хочет жить. Я вообще не знаю, это запретить надо, друзья. Вообще запретить надо. Серьезно говорю. Но мне помогло. Ну там вот просто все вот об этом говорят. Через каждую строчку каждый персонаж говорит, жизнь не имеет смысла, все тупо, вообще мрак какой-то. Надо застрелиться. А мне помогло. Я вот это вслух по ролям читал. Знаете, как помогло? Мне так стало их жалко, что где-то вот, я помню, к середине первого акта я читаю чей-то монолог, Вершинина, по-моему, когда он как раз вот об этом говорит. Я читаю его, да, и мне так его жалко, что я заплакал. То есть я испытал по отношению к нему эмоцию, потому что я понял, о чем он говорит. Я до этого Чехова не понимал. А тут я понял, как ему плохо, этому герою. Да? И его слова до меня раньше не доходили. Ну, то есть ходит счастливый человек, он, знаете как, здоровый же больного не понимает. Невозможно объяснить, как у тебя болит нога, когда у тебя артрит. И острый приступ подагрического артрита. Невозможно. Ты просто говоришь, ой, вы знаете, мне очень больно. И все такие, а, да, тебе очень больно. Дружище, держись. А это больно так, как будто зуб болит, или как будто вам сверлят без обезболивания. А, вырывают зуб без обезболивания. Представили себе? Без укола, без наркоза, без ничего. Просто такой подходит мужичок и этими начинает тянуть. Вот это сустав болит так, у меня иногда большого пальца, подагра называется. И это происходит, внимание, друзья, в течение 5-6 дней. Ночь и день. Ты не спишь, тебе это как будто в тиски тебе так палец закручивают, да, и сжимают его. И вот эту боль ты можешь, я могу как писатель, да, красноречиво найти сравнения, говорить о стоматологах, но ты все равно не можешь, другой человек никогда не поймет, что это происходит. Когда так головой уже об стенку бьешься. Да, обезболивающие не помогают, вот хочу еще обрадовать. Нету таблеток, врач мне говорит, нету таблеток, терпи. Ну, терпим.
в какой-то момент ты начинаешь смеяться. Я помню, я пошел на балкон курить, пополз с этой ногой, и по дороге, ну нога же плохая, поднимается трудно, по дороге я саданулся ею в порожек, этим пальцем. И вот я так засмеялся. Да. У меня такие искры из глаз. И я уже сижу и просто хочу на полу. Ну, то есть, ну, что еще дальше, да? Давайте. Вот. И в этот момент, кстати, испытываешь огромную благодарность Богу. Вот у меня был, когда я вышел, да, курю, стою, у меня слезы, хохот. Я говорю, о, спасибо, Господи, я что-то чувствую. Потому что именно вот такая эмоция, как в случае, когда я посочувствовал персонажу Чехова, и как в случае, когда я долбанулся больной, развороченным суставом в порожек, в этот момент ты понимаешь, что ты живой. И эта боль физическая выдернула меня из отсутствия, вот из полного мрака, да? Потому что депрессия — это было полное отсутствие всего. Вообще всего. Ну, я не знаю, может, я зря рассказываю, кто-то уже знает. Не дай Бог с этим познакомиться. Я вам серьезно говорю, лучше физически болеть. И умереть легче, точно. Точно, да. Смерть не так страшна, как вот это ощущение богооставленности. Поэтому, видите, я долго говорю, но вот теперь я бы этих парней в «Жажде» написал по-другому. Я бы, наверное, меньше эмоций дал, потому что сейчас у меня там много эмоций. Все-таки эмоции этому состоянию не присущи. Я сейчас говорю как аналитик и как писатель. Этому состоянию не присуща эмоция. В этот момент, внимание, ты находишься за пределом жизни. Ты находишься в трансцендентном пространстве. Ты смотришь на людей, как сквозь вуаль. Они как будто не настоящие. Я еду в метро, а люди сидят, что-то напротив меня смеются, а у меня такое ощущение, что я за ними вижу пропасть. Ну, то есть это как будто скелеты передо мной сидят и улыбаются. И я думаю, чего вы радуетесь? То есть ты как будто сквозь вуаль, да, смотришь в черную бездну. Вот. Ну, было так. Жизнь вообще полная. Но у вас эти герои очень часто как раз проходят через, не только в «Жажде», а в других вещах, через какое-то потрясение. Оно может быть разным, но это всегда потрясение, да? Они всегда вот стоят где-то там почти на краю пропасти какой-то. Да, ну потому что я как драматург специально, нарочито ставлю персонажей в пограничное состояние. Но они ведь чаще всего преодолевают его. Да, конечно. Потому что еще Уильям Фолкнер в своей Нобелевской премии сказал, человек не только выстоит, он восторжествует. Это блестящая фраза, согласитесь, да? Человек не только выстоит, преодолеет эту боль, отсутствие смысла жизни, но он восторжествует, сказал Уильям Фолкнер. Потому что он сказал, потому что был пьяницей, я не знаю. Он был страшный алкоголик. Но я, конечно, да, ставлю своих персонажей практически всегда в пограничное состояние, потому что в этом состоянии очень контрастно прорезаются все их стороны характера, во-первых, да, и мне легко с ними работать. Мы сейчас уже заговорили о профессии. Мне легко с ними работать и смотреть, как развивается характер в этой ситуации и так далее. И конфликт, конечно, обостряется. Потому что основа драматургии – это конфликт. Если я все время своим студентам в Литинституте говорю, они, знаете, пришли ко мне на первом курсе, когда такие милые, замечательные дети, и писали такие милые какие-то романтические тексты. Что вот, в основном тексты автономные такие и герметические, зацикленные на себя любимого. И такие, типа, вот, я весь такой непонятный, или я такая непонятая никем, и никто меня не понимает. Весь мир какой-то другой, а я вся живу в каком-то непонятном пространстве. И я говорю, ты молодец, все хорошо делаешь, бог с ним. Проблема непонимания, я с ней согласен. Все мы находимся на необитаемом острове, каждый из нас говорит на иностранном языке. Я имею в виду, что вот на планете сколько людей, нас 8 миллиардов, столько языков, поверьте. Каждый из нас для коммуникации использует свой язык. Никто не понимает никого. Мы живем вот в этой ситуации. Мы научились договариваться друг с другом, нашли какие-то термины сделки, договоренностей, чтобы быть в социуме. Но то, что никогда никто из нас не поймет наших глубоких психических переживаний, это факт. Понятно, да? Каждый из нас вселенная, абсолютно закрытая наглухо вселенная. И поэтому я своим девочкам и мальчикам говорю, Бога ради, пишите драму непонимания. Но, блин, ну вставьте туда конфликт.
Вот просто тупо вставьте туда, ну хоть какой-нибудь конфликт. Тогда ваш герметичный текст станет хоть как-то интересен читателю, а не только вам лично. Я хоть как читатель начну следить за какими-то событиями, да? Вот. И вот поэтому это очень важно, действительно. Надо, они настаивали долго, кстати, на таком бесфабульном повествовании, атмосферном, где что-то какие-то лиловые тени движутся по стенам, и какие-то ароматы, и какие-то обязательно кафе они описывают, и какой-то запах капучино. Я говорю, достали с кулинарии. Давайте конфликт уже. Че, зачем он пришел? Я говорю, зачем он сидит в кафе, твой герой? Ну, ему одиноко, ему грустно, говорили мои девочки. Но сейчас уже более-менее. Вот они на диплом выходят. Сейчас уже их читать более-менее интересно. Уже какая-то мускулистая проза появляется. Молодцы. Вообще талантливые ребята. Я очень рад, что в этот институт пришел. Я не собирался туда приходить, так же, как и не собирался писать все время. Просто ректор Литинститута Алексей Николаевич Варламов однажды, ну, мы с ним дружили уже давно, и он, значит, мне однажды говорит, приходи к нам в Литинститут. А я такой full-time writer, то, что называется, я, скажем, с 2000, вот, ну, как «Жажда», короче, вышла, я отовсюду уже уволился, я нигде не работал. Я писал сценарии для кинематографа, я писал книги переводились на Западе. Ну, в общем, деньги пошли, доход какой-то есть, вроде профессия есть, да. Из университета я уволился и, в общем, не планировал вообще никогда больше работать. И тут Алексей Николаевич, спустя 20 лет, вот этой моей кошачьей жизни такой, да, когда я живу как хочу, в общем, расписание у меня то, которое я сам себе сделал. Проекты те, на которые я согласился, да, с продюсером, или с издателем, или с переводчиком, или с режиссером. То есть не хочу, не буду делать, хочу, буду делать. Ну, в общем, и вдруг Алексей Николаевич говорит, давай на работу. Я говорю, так а мне зачем? Он говорит, ну, хочешь, бесплатно работай. Сказал мне. Я говорю, ну, если только на таких условиях, потому что деньги твои меня не очень интересуют. Как бы нормально, все в порядке, все идет. Но я все равно не стал бесплатно работать. Нет. Зарплатой мы с ним договорились. Нет, он меня убедил в другом. Он сказал, тогда очень какую-то важную вещь для меня, мы сидели у него в кабинете. Он говорит, ты понимаешь, что ты должен Вселенной? Тебе она много дала. Тебе надо отдать, сказал он мне. Ты сейчас действующий писатель, который находится прямо в процессе, в лид-процессе, да, который издает книги. Я уже к тому моменту уже был еще и издатель. Я сотрудничаю с издательством «Городец», с издательским домом, и в нем веду серию прозы «Ковчег». Я отбирал туда начинающих авторов, вот как я вначале заговорил, что в Самару поехал искать писателей молодых. Вот, и он говорит, ты должен поделиться своим опытом, писательским, издательским, сценарным, режиссерским. Вот ребята придут, да, наберешь курс, он мне пообещал, наберешь курс сам, как хочешь. Вот придут абитуриенты, будешь сидеть 2 недели, вот так вот слушать их, смотреть на них, читать их эссе или там рассказы, и в итоге сам назовешь мне имя своего семинара по именам. Но он выполнил свое обещание, я действительно набрал себе семинар, вот с ними, они сейчас 4-й курс закончили, я только что им зачеты поставил, буквально вчера, прежде чем к вам прилетел. И он говорит, ты должен отдать этот долг вот Вселенной. Вот тут я его услышал в этот момент. Я понял, что дело, конечно, не в деньгах, не в зарплате. И где-то 1 семестр я жалел, 1-й семестр. Потому что я потерял свободу, и почему-то мне навязали 20 каких-то ненужных людей, и они все что-то приходили и хотели. Значит, я прихожу на семинар, и они все просто меня смотрят. А как это делается? Причем вопросы-то задавали сложные. Я говорю, вы еще не умеете А и Б писать. Уже задаете сложные вопросы по композиции. Куда? Вы не можете мне характер прописать, а уже думаете, как выстроить весь конфликт. Ну, в общем, ладно. 1-й семестр я как-то с трудом перенес. Были даже мысли о том, чтобы уйти. И, кстати, некоторые уходят. В тот же год
Алексей Николаевич позвал еще Лешу Слоповского. Есть такой замечательный писатель, сценарист, тоже мой хороший друг. Леша через семестр сказал: все, хватит, баста. Говорит, ну у меня, говорит, 2 проекта сериальных, да, я еще полный метр пишу, роман надо сдавать, и здесь еще вот эти кровососы ходят, что-то просят. Вот. А я выставил тогда. Но мне повезло больше, я думаю, потому что я понял в какой-то момент, что эти ребята, они меня меняли. Я вдруг к концу первого семестра, вот к Новому году, понял, что я безнадежно устарел. Несмотря на все свое знание композиционной техники, работы с персонажами, да, экспозиции, развитие сюжета там, и так далее, всех вот этих вещей, там, набитую руку, разный синтаксис, могу классическим синтаксисом писать, могу модернистским синтаксисом писать, любым, что хотите. Диалоги нате, это нате, все есть у нас. Вот несмотря на все это, на приходящее с возрастом мастерство, я понял, что я устарел. Знаете, когда понял? Когда не смог понять их юмора. Они сидели и друг другу пересылали мемасики ВКонтакте. Сидят, пересылают и хихикают вот так, как молодежь сейчас хихикает. Я говорю: так, стоп, что ржем? Они мне показали: ой, Андрей Валерьевич, здесь такая вообще умора. И показывают мне какие-то картинки. Я смотрю, тупо, вообще не смешно. Ну вообще, ну ноль. Я говорю: это же тупо. Они говорят: нет, это очень круто. Я говорю: так, стоп. С этого места подробнее, объясняю. Они говорят: вот смотрите, вот эта картинка значит вот это, а вот здесь цитируется вот та предыдущая. А вот из этого вытекает вот это. И поэтому 3-я картинка намекает на следующую 4-ю. Я такой смотрю, и вдруг я, как в объемном видео, знаете, такие эти бывают рисунки, где точки, а потом вы так смотрите, и вдруг видите рисунок. Такой вот психологический тест. И я вдруг где-то минут через 15, когда они говорили, я смотрел и засмеялся. Я понял. И мои вот эти заржавевшие на старом материале мозги вдруг со скрипом провернулись и двинулись дальше. И тогда я сказал: о не, я не ухожу из института. Они меня научили. Хотя им лет 17-18, к нам же школьники приходят вчера, после 11 класса. Вот. Они меня научили своему интерфейсу. А он оказался, друзья постарше, обращаюсь сейчас к вам, совершенно иной. Вообще иной. Просто вот, другие принципы взаимодействия с материалом, с контентом. Другие принципы. Это чертово новое поколение создало новый язык. Понимаете, какая штука? И я такой: опа. И начал его изучать. Понимаете, какая штука? И думаю, что это было крайне важно для меня. Я не знаю, правда, законно ли это, правильно ли я это сделал, потому что все-таки человек, которому под 60, как мне, он, наверное, не имеет права это знать. Но я, наверное, не имеет все-таки. Он имеет право сидеть, брюзжать на молодежь, говорить, что в наше время вот это было круто, а у вас не круто. Вот такое право имеет нормальный человек, и он прав в этом. Он абсолютно прав, никто его не упрекнет. Супер. Но вот так сложилось в моей жизни, что появились эти странные люди, молодежь. Я, кстати, вот тогда начал ломать голову, неужели мы так отличались от своих родителей? Потом начал анализировать и понял, что да. Только потом, когда ты переходишь в стадию взрослого, оказывается, ты забываешь об этом. Дети, я вам сейчас говорю, поверьте мне, в 45 лет вы забудете этот язык. Вернее, вы будете помнить только этот язык мемасиков, и он вам будет казаться дико крутым. И вы будете говорить: вау, как мы в 2022 зажигали, вот это было настоящее. А сейчас, в 2053, ой, у этих лузеров какая-то чепуха. И поверьте, они будут смотреть на вас, как на идиотов, и их высокомерие будет оправдано. Вот в чем штука. Потому что они придут и создадут новый интерфейс. И это, прекрасно. Я понял, что я понял, что я сделал какой-то прорыв, да, для себя персонально. Что я сумел прорваться на ту территорию, куда нас не пускают.
Так, пожалуйста, еще вопросы. Мгм. Что вы сподвигло написать «Нежный возраст»? Понял. «Нежный возраст» был написан случайно. Я заканчивал тогда роман «Год обмана», и мне не хватало там дневника героя. Ну, как-то я вот почувствовал, что у меня Сереже надо чуть больше дать информации о его прошлом. У меня там есть герой такой, Сережа, в романе «Год обмана». И я как-то почувствовал, что нет у меня с ним связи моей авторской, да, с персонажем. Я не чувствую его интимно. Остальных чувствовал, а его нет. И тогда я подумал, надо дневник подростка. То есть вернуться на несколько лет назад, потому что у меня в романе он постарше, а надо вернуться, когда ему лет 15-16, и понять, какой он был. Для этого я стал копаться в своих старых залежах своих каких-то записей, в надежде найти что-то из того возраста, в котором пребывает мой герой. И мне дико повезло. Я нашел тетрадку, в которой я вел дневник в 15 лет. Это было какое-то чудо. Она провалялась там лет 20, вот где-то на дне ящиков. И я не помнил о ней. И я, значит, начинаю это листать, и там вот так все прям, вторник, такое-то число. И дальше какие-то события идут. Я это прочитал, дико ужаснулся, потому что я не представлял, что такое бывает, во-первых, в 15 лет, а во-вторых, что это было со мной. С точки зрения психологии, прежде всего. С точки зрения, я не знаю, нигилизма, отказа от мира, раздражения против всех и вся, неприятия всего. Ну, то есть в такой степени высокомерный подонок. Ну, просто Лермонтова мальчик любил, понимаете, да? И там вот через каждую строчку вот это и скучные, и грустные, некому руку подать, в минуту душевные невзгоды, желания и так далее. И, значит, вот это все. Вот это лермонтовское 15-летним вообще присущ байронизм. Это неизбежное такое проявление высокомерия молодости, да? Байроническое чувство, то, что назвал Бродский, знаете, фразой «О, 19 век, тоска по востоку, поза изгнанника на скале». Вот. Поза изгнанника на скале. Это 15-летний я. Я, значит, схватился за голову, быстро эту тетрадку уничтожил, сжег ее, но огонь, который в ней был, да, вот этот удар, импакт, мощнейший, эмоциональный, я его как-то внутри себя законсервировал на 3 дня. То есть меня так волновало все это. И просто придумал историю. У меня за стеной жила старушка, которая давала уроки музыки. Она директор была бывшей музыкальной школы, бывший директор музыкальной школы. Потом в 90-е годы школу прикрыли, и она, чтобы кусок хлеба заработать, эта старушка, значит, за стеной. И я по утрам, значит, просыпался от дико тупо играемой лунной сонаты. Все время так кто-то фальшивил. Дам-дам-дам-дам. И это начиналось в 8 утра. Или Шопен. И все мимо нот. И я, значит, на это очень сильно сердился, но дружил с Евгенией Ивановной, ее так звали. Не Октябрина Михайловна, как у меня в тексте. Моя дочка Соня бегала к ней, все время поковыряться у нее в холодильнике. Та ее пускала, а она сразу говорит: а что у вас в холодильнике? Голодные были годы 90-е, поверьте. Это была актуальная фраза от ребенка, зашедшего к соседям. И вот это вот соседство с прекрасной Евгенией Ивановной, которая за стенкой меня пробуждала под фальшивого Бетховена, и вот этот эмоциональный заряд, который я получил из своего собственного текста, присланный мне как будто из прошлого. Это же как будто вот капсула времени получилась, понимаете, да? А поскольку в дневнике человек искренний, то он, там вот до конца раскрывается, понимаете, да, в своих психологических движениях и в своем отношении к миру. И, значит, это получилась такая капсула времени, я ее нашел, такой, опа, рядом со мной оказался я 15-летний, а мне 34-35, я отец 3 детей и так далее, уже, в общем, нормально успешный писатель. И вдруг этот странный парень рядом со мной сидит, и мне какие-то бубнит, что-то. И я вот этот бубнеж в форме дневника записал, и получился рассказ «Нежный возраст». Вот коротко рассказал. Зачем сожгли-то? А полное собрание сочинений? Это никто не должен видеть. Но
Оказалось, что полезная вещь вести дневник, видите, да? Чисто даже с финансовой точки зрения полезно. Этот рассказ переведен языков на 15, то есть он, вау, он прям такой топчик, бестселлер. Понимаешь, какая штука? И оказалось, что это полезно, это чисто вот выгодно вести дневник. Поэтому думайте, мальчики и девочки, может и пригодится. Мой опыт. Пожалуйста. Андрей Валерьевич, большое спасибо, что вы к нам приехали. У меня есть, позвольте, два вопроса. Значит, первый вопрос. В интервью, по-моему, 2019 года вы говорили о том, что счастливы, что постмодернизм умер или вот умирает. Вот, к вопросу о том, что у нас было очень долгое время тенденция создать внефабульную прозу. Вот как вам кажется, сейчас настало время вот этого серьезного высказывания, и вот мне понравилась фраза, которая там звучала, что за иронию можно получить пулю в лоб. Вот, сейчас мы дошли до такого состояния, что можно уже об этом говорить. И вот не является ли такая тенденция, как сейчас, постправдой, продуктом постмодернизма, и вот за этим серьезным высказыванием будет ли уже следующим этапом какой-то такой тотальная постправда, вот, и как писатель быть вот в этой ситуации? Первый момент. И второй вопрос у меня, наверное, конкретный. У нас был проект с Бигбедером, книжной коллекции, там издавались авторы далекие от мейнстрима. Вот, книга Александра Лягюфа, там была вот хроника бензоколонки. Как сейчас этот проект говорит, он в связи с тяжелой ситуацией не свернулся, и там планируется что-то издавать. Там книга под вашей редакцией вышла, поскольку я помню. Да, совершенно верно. Спасибо за вопросы. Действительно, мы с Фредериком договорились о том, что он мне будет называть новые французские имена. То есть он, однажды мы с ним просто выпивали, и он узнал про мою серию «Ковчег». И он мне говорит: слушай, хорошая идея, ты что, молодежь открываешь? Я говорю, ну да. Он говорит, у меня, говорит, есть премия в Париже «Флора», по-моему, называется, или «Флёр», цветов. И вот я, говорит, там даю премию каким-то молодым таким же парижским, французским авторам. Я говорю, слушай, так давай я их издам в России. Интересно же, это актуальное движение молодых, да? То есть будет очень любопытно. И мы с ним вот придумали эту серию, она называется «Коллекция Фредерика Бигбедера». Он отбирал для меня книги, а мы их уже, мы искали переводчиков хороших, мои сотрудники, иллюстраторов, и мы, в общем, выпускали книги. Действительно, книги есть любопытные, интересные, не бесспорные, поскольку Фредерик все-таки человек одиозный, Бигбедер непростой такой писатель, в том смысле, противоречивый, да, у него сложная самого судьба и так далее. Но условием для меня было, вернее, я сам придумал это условие, я ему сказал: Фред, опираемся только на твой вкус. Вот я не ставлю под сомнение. Можешь, ты называешь любую книгу, я ее печатаю. То есть я ее не оспариваю. И там были, некоторые сложные вещи, действительно, там такие запредельные иногда были, с точки зрения морали. Я бы не издал такую книгу. Но это был выбор Бигбедера, шло под его лейблом, поэтому, издавалось так. Пока мы издали, у нас это двухгодичная пока серия была, мы каждый год выпускали по 12 книг. Значит, на данный момент закрыто 24 книги. Договор я с ним подписал на 3 года. Мы ему заплатили за 3 года. То есть он нам должен еще назвать один цикл годовой, то есть еще 12 романов. Если все будет в порядке. Единственное, только, знаете, я пока не знаю, что делать по авторским правам. Потому что если до событий 24 февраля, началась операция, до 24 февраля у нас взаимодействие с парижскими и другими французскими издателями шло легко. То есть Бигбедер называл нам имя, и мы уже выясняли, в каком издательстве он издается во Франции. Мои агенты уже связывались с агентами либо этого автора, либо с этим издательством. Дальше мы обсуждали сумму за передачу авторских прав, заключали договор, в общем, бла-бла-бла, да, обычная рутинная работа. То сейчас я не знаю, потому что связи, в общем-то, сильно нарушены. Многие издатели западные отказываются иметь дело с российскими издателями. Вы, наверное, знаете, что Стивен Кинг запретил продавать свои книги в России. Еще какие-то из крупных писателей западных так поступили. Но это все. А вот это как раз переход к вашему первому вопросу.
это все ситуация той самой постправды, действительно. Мне, кстати, очень понравилась ваша формулировка, я еще не думал об этом, что постправда, возможно, является органичным продуктом постмодернизма. Слушайте, это вам сейчас в голову пришло, или вы уже пришли с этим? Думали, да, об этом? Блестяще. Я тогда буду вас цитировать. Как вас зовут, чтобы я ссылался? Максим зовут. Нет, надо имя, фамилия. Я думаю, он потом подойдет. Хорошо, да. Макс, нужно обязательно имя, фамилия, потому что я буду в интервью это говорить, я буду ссылаться на вас. Хорошо? Потому что мне кажется, это очень сильная действительно мысль. Странно, что она мне не пришла в голову, она такая хорошая. Действительно, но просто я эти два феномена рассматривал всегда обособленно. Да? Постмодернизм и мое раздражение в его адрес связано именно было с тем, что это связано, что само движение постмодернизма это просто ироническое переосмысление реальности и ее возможное, как сказать, передразнивание, да, комикование по поводу реальности или каких-то классических текстов, классических образов в искусстве, просто переставление их местами, компиляция и игра такая в мозаику, как бы, при этом постмодернисты говорили мне, ну у нас же рождаются новые смыслы. Я говорю, ну может вы их сами будете наконец-то формулировать? Вот что наготово-то? Как бы ты же писатель, ты как бы, ну, создаешь. А чего вы? Вы взяли картину Репина, разрезали ее как пазл и потом переклеили по-другому. И от этого, например, там у медведя из уха торчит нога, елка стоит вверх ногами, торчит. Это Шишкина, да, например, картина какой-нибудь. Рожь боком нарисована. И все такие пришли и говорят, ой, как смешно. Может быть и смешно, мне нет. И никогда не было смешно. Я не понимал этого. Я не понимал этой забавы. По мне это забава. Такая соломная забава. Ну, как люди играют в фанты, знаете, да? Раньше собирались такие люди, и они фанты. Значит. Ах, чтобы время провести. Мне кажется, у искусства задача чуть больше, чем провести время. Больше. Она в том, чтобы формулировать смыслы, необходимые нам для преодоления ужаса жизни. Вот это да. И если вы можете так, если как отец Даниил мне объяснил из Черногорского своего монастыря Дай-Бабай, что ты должен это перетерпеть, брат, сейчас. И ты станешь крепче, и ты станешь лучше. Вот если так писатель действует, я готов. Ну, мне это дает Толстой, дает Достоевский. Даже Чехов, гипердепрессивный, оказывается, мне дал помощь. Вот. А если мы будем Чехова просто переиначивать и Толстого, ну, мне как-то странно будет. И вот здесь, мне кажется, да, вот ваша мысль, Максим, о том, что ситуация постправды, в которой оказался сейчас весь мир, когда главенствующим мнением является не то, которое отражает реальность, а то, которое просто победило в силу большего информационного ресурса, вот это как раз и есть победа постмодернизма. Точно, вы правы. Я уже лет 10 бью тревогу вот до этой постправды. Я все время как бы всех останавливал, говорил, хватит, остановите это, ну зачем это все? То есть все эти ваши забавы непонятные. В чем прикол? Я видел, ну нет, ладно, не буду говорить про эти книги. Я просто их не очень понимаю. Я однажды там по просьбе своих студентов еще в Якутском университете прочитал книгу Пелевина, вообще ничего не понял. Generation P называлась книга. Вот ничего, ну понял, что грибы едят и стремятся к какому-то зиккурату. Вот вообще мне было как фабулы нет, конфликтов нет, развития персонажа нет. Что они делают? К чему стремится герой? В чем происходит арка его развития? Что ты хотел сказать? Все время мне хотелось спросить Пелевина. Вот. Но он скрывается, его спросить нельзя. Это та же история, как, я не знаю, ну вот с новым искусством, да, которое вот появилось там, в начале 20 века. Бурлюк там был, да, вот такие вот замечательные люди. Малевич, Кандинский. Я знаю людей, которые с пеной у рта доказывают мне, что Кандинский, Василий Кандинский,
вот эти свои композиции, там, хроматизм 29 или там 28, ну, где такие красные полосочки, синенькие, черненькие еще какие-то полосочки, что это гениальная работа с цветом и с композицией. То есть они говорят, ты ничего не понимаешь. Я говорю, ну, видимо, тупой, извините. Или, может, мне еще, правда, тоже нужно сделать шаг как с мемасиками моих студентов. Может, я в итоге проникну в хроматизм Кандинского и скажу, что это искусство. Но по мне сейчас на данный момент это орнаментально раскрашенная поверхность. В какой-то степени красиво. Может быть, она украсит стену, да, в вашей квартире. Но так, чтобы за это платить там сотни миллионов долларов, вот это меня удивляет. Это просто как раз вот та самая постправда, да, когда определенные круги, которым выгодно создание нового продукта, они его создают. То есть они берут вот эту крышечку, вокруг нее собираются модные люди, и вам объяснят примерно через полгода, что эта крышечка стоит 10 миллионов долларов. И она станет стоить 10 миллионов долларов. Знаете почему? Потому что богатые люди захотят вложить куда-то 10 миллионов долларов. Ему надо их куда-то инвестировать. И когда ему объясняют, что вот эта штука через 20 лет, ты вложил 10, а через 20 она станет стоить 100 миллионов долларов, он скажет, тема, беру. И в этот момент крышечка станет товаром. Понимаете? И это тоже постправда. Потому что она не имеет никакой ценности. Это просто пластик. Это просто договорились так. Договорились определенные круги. Они делают это модным и так далее, и так далее. Но содержания какого-то я в этом не вижу. Все-таки не вижу. Малевич и Кандинский все-таки шли от предметности, беспредметности, была какая-то эволюция, а в современном мире уже никакой эволюции нет, сразу беспредметности. Да. Ну, хорошо, бог с ним. Пусть они идут хоть к беспредметности, хоть к чему угодно. Но, понимаете, дорогой Максим, это уже философия. Какое отношение это имеет к искусству? Искусство – это про эмоции. Это про то, чтобы рассказать что-то потребителю, то есть зрителю или читателю, то, что тронет его сердце, а не философскую концепцию. Просто не надо называть тогда это искусством. Или сказать, это бизнес. Это философия и бизнес. Мы вот выстраиваем такие конструкции, в результате которых мы будем зарабатывать огромные деньги, открывать галереи, получать под них бюджеты и так далее, и так далее, и так далее. А аукционные дома будут хорошо очень зарабатывать. Много же народу на этом зарабатывает, согласитесь? Много. Я имею в виду вот на Кандинском, на Малевиче, на вот том искусстве. Это огромные вложения. Вот, поэтому бизнес, да, философия, наверное. Хотя вот я не помню, у кого-то из современных философов я читал, что вся философия, вот все философские категории и все вопросы решаются в диалогах Платона. И все, что было после Платона, это только интерпретация его идей, его конструкций мыслительных. Понимаете? Тоже как бы ревизия определенная. Поэтому, ну вот, философия Платона мне понятна. Я с удовольствием читаю диалоги сократические. А это уже называть философией, может быть, тоже как бы передергивать. Мы что-то хоть не туда ушли. Спасибо. Пожалуйста, еще у кого вопросы? Угу. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я знаю, у вас есть произведение «Чистый кайф», которое посвящено русскому рэпу. И хотелось бы узнать лично ваше отношение к русскому рэпу и, собственно, как появилось это произведение. Очень Спасибо. интересно узнать. Да, понял. У меня с рэпом получилось так же, как вот с мемасиками. Я ничего в нем не понимал, и было какое-то, ну, на преодоление все шло. Потому что, чтобы вам было понятно, вот молодежь постарше, она меня поймет, я был воспитан на итальянской мелодике. В 80-е годы было модно итальянская музыка в Советском Союзе. То есть, сейчас, чтобы вы поняли, эстетика Адриано Челентано. То есть обязательно канцона, мелодичный какой-то очень красивый рисунок, лирическая составляющая, да, и, в общем, ну, красивая песня, просто, тупо говоря, красивая песня. Вот. Когда появился рэп, мне это было непонятно, я из другой эстетики, то есть вот итальянцы, Сан-Ремо и рок-н-ролл. Еще у нас был модный рок-н-ролл. Вот мы любили, да, все, что касалось рок-н-ролла, в том числе и его
хард-роковых вариантов в виде Deep Purple, Led Zeppelin и все такое. То есть тяжелая блюзовая основа, мощная бас-гитара, да, вот это. От этого мы очень сильно приходили в восторг в конце 70-х, начале 80-х годов. Итак, то есть с одной стороны итальянская канцона и Челентано с очень гармоничной балладной песней, и с другой стороны рок-н-ролл и жесткий рок. И когда появился рэп, где нет мелодии в принципе, отсутствует, да, а есть только ритмическое чтение в определенном флоу, как это у них называется, то есть поток, и у каждого рэпера свой поток, и это является их авторским волеизъявлением. То есть они, кроме как флоу, ничем не отличаются между собой, на самом-то деле. Только флоу, это вопрос расстановки ударений. Понимаете, да? Где вы рвете строку, где вы бьете, где у вас там пойдет более мелодичное место. То есть вот это мне было непонятно. От слова совсем. Мои сыновья этим сильно увлекались, сидели у своего компьютера, тоже что-то туда бубнили, делали так пом-пом-пом-пом-пом. У них крутились какие-то трэшовые группы. Я помню текст одной из них, ну, оцените, просто шедевр. Бетономешалка мешает бетон. Бетономешалка мешает бетон. И я вот захожу такой, да, как бы, чё? Что происходит? Бетономешалка мешает бетон. Кто-нибудь знает это? Или это совсем уже угар? Трэш и угар. Короче, у них какая-то бетономешалка мешала бетон. Такая поэзия. И я, значит, своим сыновьям говорю: парни, ну хорош. Они говорят: ты ничего не понимаешь. Окей, ничего не понимаю. И я... А тут они в армию собрались, мои мальчишки. Ну, мы провожаем Борьку в армию первого. И я... Ну, мы же переживали с Надей. Мальчишка уходит в армию. Служить надо. И я, когда он уже призвался, я написал рассказ о том, как он призывался. Вот эти 3 дня его перед самым призывом, когда уже мальчик побрился на лысо, знаете, да, перед военкоматом. Вот эти 3 дня его приключений, как он последние 3 дня проживает перед армией. А он, значит, на второй день приносит кеды. Притащил кеды, купил новые кеды. Красивые. Я говорю: Барян, ты дебил? Я говорю: тебе завтра, у тебя команда уходит, да, все, призыв, учебка, тебя ждет РВСН, ты будешь наш ядерный щит. Зачем тебе кеды? Он говорит: папа, понимаешь, говорит, дело в том, что Машка меня наверняка не дождется, а кеды меня точно дождутся. Сказал мне мой Боря, мудрейший. И я думаю: о, это основа для рассказа. Я же ворую из жизни все, понимаете? Я как тот пылесос. Что сказал? И, конечно, я начал писать рассказ. Как только он ушел, мы еще даже от него телефонных звонков не получили. Я уже сижу, вот это пишу. Я это написал в форме блога, не в форме дневника, но тоже как дневник, но уже блог. Практически это как бы нежный возраст, часть 2. Мой герой вырос, уже не в школе, а он уходит в армию. И он ведет блог где-то в соцсетях. И у меня там сюжет разворачивается даже не в его постах, а в комментариях под ними. То есть люди пишут ему комменты, и в них разворачивается фабула. Он перемещается в пространстве, пишет с телефона еще что-то. И там какая-то история раскручивается. Значит, я написал этот рассказ, назвал его Paradise Found, рай обретенный, в полемике с Джоном Милтоном, у которого Paradise Lost, рай потерянный рай. Я написал Paradise Found, то есть рай обретенный. И вот, значит, мальчишка у меня уходит в армию, мой герой, там у него, он встречает девочку, у девочки проблемы, они сложно решают эти проблемы. И в итоге мне звонит вот Сергей Александрович Соловьев. Говорит: здравствуйте, это такой режиссер Соловьев, говорит он мне. Я говорю: да я знаю, кто вы, не надо представляться. Мы тут хотим кино снять по вашему рассказу. И вот этот рассказ он мне называет. Про мою Борьку, как в армию уходит. Я говорю: ну, здорово, замечательно. Хорошо. А когда? Я говорю, а он говорит: ну, я вас обманул, мы не то, что хотим, мы его уже сняли. Сказал он. Потом он мне объяснил, он очень не любит сценаристов и авторов, потому что, ну, ревниво относится к своему материалу. И чтобы ему автор не переедал плешь,
Он не говорит автору, а делает кино, а потом задним числом, как бы пользуясь своим генеральским чином, да, положением в отечественном кинематографе, говорит, это такой режиссер Сергей Соловьев. Ну, понятно, кто откажет Соловьеву, да? Царство ему небесное, ушел от нас недавно. Вот, и Сергей Александрович снял кино «Кеды», он назвал, вот у меня был Paradise Found, а он назвал «Кеды», потому что мне потом его ученики в Авгике рассказывали. Соловьев, говорит, просто достал, он, говорит, целый семестр ходил и повторял эту фразу. «Машка меня не дождется, а кеды меня дождутся бетон». И говорит, он ходил и говорил нам, снимите курсовую или дипломную работу. Хороший же текст. Вот. А его тогда издал журнал «Сноб». Есть такой журнал, я не знаю, сейчас есть или нет. Ну, в общем, Соловьев где-то нашел этот журнал, кто-то ему подарил, он снял это кино. По своей доброй традиции включать элементы молодежной культуры. Если вы помните фильм «Асса», те, кто постарше видели фильм «Асса», вы помните, что там большую роль играет запрещенная тогда рок-культура, андеграундная. Там есть Виктор Цой, там звучит песня Бориса Гребенщикова «Мой город золотой», да, когда мальчик-бананан с прекрасной Татьяной Друбич едут через Ялту на фуникулере, да, вот это звучит «Есть город золотой». Эти песни тогда оказались откровением для всего советского народа. И мы просто, у нас крышу оторвало, поверьте. Особенно в финале, когда, если помните, Цой сидит в какой-то коптерке, потом ему говорят, Витя, пора. Он идет по коридору долго в черном кожаном плаще, выходит на сцену, там несколько тысяч народу, и он начинает вот это «Перемен требуют наши сердца». И это было, конечно, манифестом. И манифестом Сергея Соловьева. И манифестом Цоя. Цой, кстати, после этого стал легендой. Именно этот фильм сделал Виктора Цоя легендой. И дальше уже вот Цой жив. Мне, кстати, отвлекаясь чуть-чуть от темы рэпа, сейчас я скажу вкратце, что мне Сергей Александрович сказал, как он снимал эту последнюю сцену. Он говорит, мы сидим, у меня финал, мне надо, говорит, массовки много. Ну, говорит, вот герой выходит на сцену, пою, надо массовки. Я, говорит, говорю своему директору, надо людей. А тут говорит, сколько, Сергей Александрович? Он говорит, ну, 15-20. Тут говорит, а у нас бюджета больше нет, Сергей Александрович. Надо же массовки заплатить, понимаете, да? Хотя бы по 20 рублей, там, по 50. Ну, чтобы они пришли, встали, там, зажигалочки зажгли. 20 тысяч человек умножьте на 50 рублей. Все. Продюсер картины сказал, нет, Сергей Александрович, этого не будет. Снимайте одного Витю. А зал мы потом подклеим. Ну, какой-нибудь. Цой, говорит, сидит здесь, рядом с нами. Сидит так, курит, потом говорит, Соловьев, говорит, мне говорит, а во сколько надо, чтобы пришли? Я, говорю, ну, сейчас камеры выставим, часам к 10 вечера, когда стемнеет, чтобы темно было. Витя говорит, ну, сейчас позвоню, говорит, по паре телефон. Говорит, пошел в телефон-автомат, и минуты 2, говорит, говорил и вернулся. И к 7 часам, говорит Сергей Александрович Соловьев, вся площадь на съемочной площадке была забита народом. 20 тысяч человек. То есть он просто 2 звонками собрал такую аудиторию. Это была не массовка, это были люди, которые пришли послушать Цоя. Бесплатно. Понятно, да? Вот. То есть в данном случае Соловьев воспользовался его андеграундными какими-то возможностями. Он был настолько уже популярен вот в андеграунде. Соловьев вывел его на официальный уровень, уже уровень такой всесоюзного кинематографа. Вот. И значит, Соловьев по этой же традиции решил в свой новый молодежный фильм «Кеды», а у него герой молодой, это как бы мой сын, внести вот эту эстетику молодежи. И поэтому он, долго не размышляя, просто повернулся, видимо, к кому-то из своих ассистентов и сказал, ну ладно, тогда был рок, а сейчас у них что? Ему сказали, рэп, Сергей Александрович. Он говорит, ага, ну покажите. И его познакомили с рэп-исполнителем Василием Вакуленко, он же Баста, он же Нагана, он же Нинтендо и так далее. Василий Михайлович Вакуленко из Ростова-на-Дону. И вот каким может быть молодой человек в 70 лет? Соловьеву почти 70 было на тот момент. Он каким-то образом понял эту музыку. Он услышал Васю и сказал, это хорошо. Это будет. Более того, когда они снимали в Севастополе, Вася приехал на съемки, и Соловьев, увидя его фактуру, он же только слышал,
Говорит, о, какой красивый. А в камеру можешь зайти в кадр? Значит, Вася зашел, и Соловьев придумал ему целую роль. Василий Михайлович там играет роль военкома. Он, то есть, исполняет свои треки за кадром. Много вещей. Там, когда в танке мой герой уезжает, там звучит этот замечательный рэпчик. Никто не знает, кому как карта ляжет. И танк стреляет. Вообще страшная вещь, мы с ним напророчили, конечно. Ну, так бывает в жизни. То есть там герой уходит и как бы едет на войну. Хотя войной в то время, это было года 4, наверное, назад. Как-то войны тогда не ощущалось. Хотя Донбасс был. Донбасс был. Да, наверное, Соловьев все-таки имел в виду что-то имеющееся. Там герой мой, у меня в рассказе он не попадает на войну, у него в рассказе там есть намек на то, что он едет на войну. Потому что он проводы его сделал под марш «Прощание славянки», да еще и перемежая кадрами из «Летят журавли», где герой Баталова уходит на фронт. Начинается марш «Прощание славянки». И он монтирует кадры Колотозова, и потом свои кадры, где мой герой уходит, как, ну, Баталов идет на фронт, а мой сын, ну, как бы в армию, ну, Соловьев намекает, что этот парень окажется на войне. Вот, Вася начитал свой рэп. Вася дал замечательный трек, который у него лежал в загашнике, он не знал, что с ним делать. Замечательный трек «Мама, я партизан». «Мама, я партизан». И такой каш четкий. И после этого, когда он премьера состоялась в фильме, он после этого каждый свой концерт начинал с трека «Мама, я партизан». Примерно года полтора, вот сколько я потом был на его концертах. Вот. И значит, когда этот фильм все снялся, и Сергей Александрович уже перестал шифроваться и нашел меня, как автора этой картины, ну, мы начали ездить по различным кинофестивалям с этой лентой. И я познакомился с Василием Михайловичем. Вот это я долго отвечаю на ваш вопрос. Причем как познакомился-то? Соловьев пошел к нему на концерт в Олимпийский. А это был такой исторический, как я выяснил потом, концерт. Никогда ни один рэпер не давал концерта в Олимпийском. Более того, никогда, не только рэпер, а просто любой эстрадный артист не делал сцену полной, круглой. Они всегда Олимпийские разрезали пополам, сцена была половинка, сзади стоялся занавес. Это примерно 15-18 тысяч человек, как мне объяснил потом Коля Дуксин, директор Васи. А Вася, говорит, тогда сказал: откроем всю сцену. И мы, говорит, как? Сделаем круговые экраны. И он работал, я был на этом историческом концерте. Он просто перемещался по кругу, а на все экраны транслировался его рэпчик. Так вот, тогда в Олимпийском собралось 36 тысяч человек. Столько на тот момент не собирал даже Киркоров. Это такой лом был. Но это рэп был на самом пике. И вот как раз туда Соловьев меня и позвал впервые. Я-то не знал про рэп ничего. Он говорит: пойдем, посмотришь. Я, значит, ничего не понимаю. И вдруг оказался в эпицентре какой-то вулкана действующего. Понимаете? Ну, представьте себе, вы оказываетесь в аудитории, где 36 тысяч людей. Они все стоят и одновременно в определенном ритме делают рукой вот так. Да? И всем этим дирижирует один человек. Такой как бы маленький. Он стоит вот там, да, и все это это море абсолютное. Гибкие все эти руки шевелятся, оглушительно все эта штука громыхает. И вдруг в какой-то момент я оказался в потоке. Может быть, из-за того, что нас было много. Я как бы ощутил, что такое вот как бы большая масса людей. И тексты начал прислушиваться, они мне как-то зашли. Ну, вот. И потом знакомство продолжилось, я с Васей в хороших отношениях, сказать. И я вот уже в тот момент в Олимпийском подумал, меня часто журналисты спрашивают, кто герой нашего времени? Спрашивают. Типа вот были такие герои нашего времени, такие, а кто наш герой? И я вот тогда как-то в Олимпийском сидя сразу понял, что ну вот же он, если он так легко оперирует такой огромной аудиторией, да? Не политик, не спортсмен, а именно вот он, рэпер. И я тогда как-то напросился с Васей в тур, мы поехали с ним в Германию, мы полетели в Гамбург, и потом за 5 дней мы проехали 6 или 7 городов, где он каждый вечер давал концерт. Закончили в Берлине и потом вылетели уже в Москву. Был Ганновер, Франкфурт, Дортмунд, что-то еще не помню. И, во-первых, я закрыл свой детский гештальт,
Мне всегда хотелось с рок-группой поехать в тур и посмотреть, как это происходит. Ну, я только в кино это все видел, да? А тут, значит, я на официальной роли, типа, я еду материал собирать, извините. Причем Вася был очень против этой книги, очень против этой книги. Он не хотел. Он говорит, не надо обо мне писать. Я говорю, ну, Вася, ну он такой материал, жизненный, интересный. Он когда начал мне рассказывать еще свои истории детские, ростовские, там вообще просто волосы потом стояли. Кладезь истории. Баста оказался. И я вот, значит, неделю провел с ним в Германии, мы катили. Баста Табор я это называл. Таких. 2 черных минивэна, и из-за них 2 С-класса Мерседеса идут. Мерги. Вот он вечером дает концерт, до 11 они убирают все инструменты, складывают всю аппаратуру, и мы выкатываемся. Уже я пришел, главное, на этот саундчек, и Мите говорю, это его промоутер. Я говорю, Митя, у меня башка болит, дай таблетку. А то я свои в рюкзаке в гостишке оставил. Он говорит, а ты что, вещи не взял из гостиницы? Я говорю, так мы же сегодня прилетели в Гамбург. Он говорит, ты что, дурак, мы не ночуем. Мы вообще как нигде не ночуем всю неделю. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну вот так, мы заехали в гостиницу, душ приняли, поехали на саундчек. Концерт, сели в машину, поехали в следующий город. Дальше приезжаем туда где-то в 3 часа утра, ночуем, в 2 часа дня саундчек, снова грузимся, едем. И так, короче, неделю. Я не ожидал этого, отправили специальных людей за моим рюкзаком, чтобы спасать из гостишки. Ну вот, но дальше так и было. В 11 весь этот цыганский табор, там поклонники стоят, значит, Вася задним ходом каким-то выковыривается. Мы такие гордые выходим, принадлежность к рэп-группе, знаешь. Они так смотрят на эти минивэны, на эти мерсы, все черное, тонированное. Все тихо, круто, вообще запредельно. Мы садимся уже. А Вася мне еще сказал, когда мы в Берлин поехали, я же в минивэне ехал с его музыкантами, потому что мне надо было интервью брать, я собирал инфу. Как себя Вася ведет с ними, хороший, добрый, злой Карабас-Барабас и так далее, продюсер. Он же глава всего этого объединения Газгольда. Вот. Вася, видимо, понял, что я, может быть, ненужную информацию получу. Ну, я не знаю, в чем были его причины, но он мне сказал, Андрюха, садись в С-класс. А сам поехал в минивэне с музыкантами. И я никогда в жизни не ездил в С-классе. Это что-то вообще барское, запредельно. Сзади сиденье, как кресло в бизнес-классе в самолете. И вот до Берлина так я ехал. Вот, ночью этот табор движется, там, песни, пляски, частушки. Когда в минивэне, я потом все равно на остановке, на заправке покурил, потом говорю, Вася, я с тобой хочу, что я там сижу, как этот барин. И в итоге С-класс ехал пустой, а мы забрались с ним в минивэн, и всю дорогу хохот, он читает рэп, продолжает. Я говорю, Вася, ты только что концерт 3-часовой отбабахал, у тебя завтра опять. Он говорит, погоди, есть еще одна тема. И начинает. Я что-то записывал, у меня есть, кстати, это все на диктофонах, на видео. Может, когда-нибудь выложу в сеть, если он разрешит. И вот в итоге я сел писать роман «Чистый кайф», да, который называется по названию одного из его треков. У него есть такой трек «Ты рядом со мной, и это самый чистый кайф». Мне понравилась сила этого высказывания. Мне кажется, это действительно современная поэзия. «Ты рядом со мной, это самый чистый кайф». Люди, которые страдали от химической зависимости, они понимают, о чем здесь идет речь. И это тоже крайне важно, потому что я до этого не только не знал ничего про рэп, но ничего не знал о наркоманах. Вообще ничего. Ну, не было в моем окружении людей, страдающих этой страшной бедой. Вот. И Вася то, что мне рассказывал очень много, и потом я с его друзьями разговаривал. Проблема серьезная, глубокая. Мне кажется, я ее затронул не по касательной, погрузив своего героя в этот ад, действительно, в поисках кайфа. Да? И герой должен пройти через это испытание, чтобы сказать фразу «Ты рядом со мной, и это самый чистый кайф». Вот. Потому что Василий Вакуленко уже больше 20 лет не употребляет наркотики, но при этом однажды, вот сидя где-то в ресторане, я его спросил, я говорю, Вася, 20 лет, 18 назад момент был, 18 лет, и что, и как? Бывает, что хочется иногда? Он мне сказал, всегда. Я говорю, а сейчас? Он говорит, сейчас особенно, ты же коньяк пьешь. А он еще не пьет, потому что он говорит, если выпьешь чуть-чуть, захочется вкусненького. И вот тогда я понял, в каком же аду он живет.
Можете представить себе? 20 лет он каждое утро встает с этим желанием. От него, говорит, избавиться нельзя. Наркоманов бывших не бывает, сказал мне Вася. Поэтому у него есть трек «Только сегодня». Только сегодня. То есть не уколоться надо только сегодня. Завтра будет другой день. Ты только сегодня не сделай этого. Вот, поэтому вот про терпение эти парни, ну, во всяком случае, Василий Михайлович знает все. Знает много. Вот, и когда я это услышал от него, я понял, что тут есть колоссальное драматическое напряжение в персонаже. Мне есть о чем рассказывать историю. История о преодолении, о страшном ростовском бандитском прошлом. Да, потому что вся юность была связана с бандитским Ростовом и действительно с наркотиками, и с тяжелыми наркотиками. И потом осознанное движение в сторону отказа от этого. Вот. Мне очень тяжело, мне просто давался этот роман, он очень не похож на мои остальные книги, но меня в нем привлекла фигура героя, и вот то, о чем мы с вами говорили, да, когда герой находится в пограничном состоянии, а самое главное, когда он противостоит всему на свете, все давит на него, все против него, но он как бычара ростовский прет в сторону жизни. И у Васи это получилось. Я испытываю к нему огромное уважение. То есть вот все, что он заслужил, это результат его какой-то колоссальной личной работы. Конечно, огромного таланта. Он безумно талантлив. У меня практически на глазах писалась песня «Сансара». И когда я получил там от друзей техническую версию первую в телефоне мне представили, сказали, никому. И я, значит, просто своей дочери, мы стоим там возле Макдональдса. Я говорю, хочешь любопытно? Раз и включил и техническая запись с шумами и так далее, да? И началась «Сансара». И моя Соня так слушает, я смотрю, у нее раз и слезы на глазах заблестели. Я думаю, ничего себе работает, чувак. То есть он вот молодую девочку мгновенно этим пробил, да? Наши дети будут лучше, чем мы. Помните, да, это это замечательно. Это великая действительно песня. И по смыслам, и по форме ее. Я помню, мы когда подъезжали, не помню, к какому городу, Берлин, по-моему, и он мне говорит, они сейчас сами споют. Я говорю, в смысле? Сейчас увидишь. И, значит, саундчек, все это, Вася встает. А я стою в бэкстейдже, я все время оттуда смотрел, мне интересна жизнь музыкантов за кулисами, как они делают, как встает Анечка, да, на бэк-вокал, как она распевается, все это любопытно очень. И, значит, я стою, смотрю с бэкстейджа, и начало концерта он начинал с «Сансары». В этот момент. Я знал, что он начинает с «Сансары». Он, значит, так раз на меня посмотрел, и микрофон разворачивает в зал. И я понимаю, что он имел в виду, сказав, они сами споют. И я думаю, а если они сейчас не запоют, он не успеет развернуть микрофон к себе, так-то же уже пошли. И у него пропадет там первая реплика. Ну и вообще это конфуз, неловко. Он здесь разворачивает, смотрит на меня, и многотысячный зал начинает петь без него. Вот это было чудо. Он раз мне подмигивает, я говорю, ты красавчик. Вот, это вот то, когда по-настоящему получается. По-настоящему круто, здорово. То есть, конечно, понятно, что понт, да? Это он понтанулся. Вот, рассказал про чистый кайф. Все, заканчиваем, наверное, да? Так, пожалуйста, у кого еще вопросы? Да-да-да, вот девушка. Здравствуйте, я Даша, я студент художественного училища. Прочитав ваше произведение, у меня сложилось впечатление, что у вас довольно мускулинная проза такая, серьезная, с хваткой. У вас нет ощущения, что с годами вы обмякнете? Да, будете писать какие-нибудь тексты для старичков? Есть такая тема. Я сейчас как раз впервые в жизни... Спасибо за вопрос, Дашенька. Хороший, смешной, задорный. На журналисте ты учишься, да? Художник. Художника, я прослушал, да, извини. Я сейчас впервые в жизни пишу нон-фикшн. Никогда не писал нон-фикшн. Но поскольку с годами фабульная проза меня интересует все меньше,
Это тоже связано с возрастом. Старшая молодежь меня поймет, а младшая молодежь пока пусть примет это так на веру. Что когда ты взрослеешь, ты в итоге понимаешь, что все сюжеты ты уже знаешь. Ну, ты, в общем, все видел. И примерно ты понимаешь, как будет рассказываться любовная история, как будет рассказываться военная история, как будет рассказываться триллер, как будет рассказываться хоррор, где выйдет с бензопилой чувак, и в какой момент чувиха зря пошла по коридору в ту комнату. То есть, ну, все понятно, да? Ты слишком много видел, а Келла слишком много знал. И в этот момент у человека, перенасыщенного вот этой информатикой, возникает отторжение. Ты говоришь, да надоело, все это выдумки писателей, и они все идут по одному шаблону. И тогда ты начинаешь интересоваться реальной жизнью. Реальной. А как все-таки бывает на самом деле? Вот я, например, сейчас читаю с огромнейшим интересом Николая Михайловича Карамзина «Историю государства российского». Мне просто интересен нонфикшн. Тупо про политику от историка, а не от Валентина Пикуля, например, да? Или от Бориса Акунина. Не от них, нет, от историка. Невыдуманные, короче, факты, не выдуманные, а просто пересказанные летописи, информация, полученная Карамзиным в тех или иных источниках. И ты уже смотришь на эти факты, сопоставляешь их, и иногда видишь такие драмы, которые даже Шекспиру не снились. Чего стоит одна история противостояния внуков Дмитрия Донского, друзья. Жесть. Василий Темный, который так прозван был. Отгадайте, почему Василий был прозван Темным? Потому что был ослеплен. Совершенно верно. Его двоюродный брат, другой внук Дмитрия Донского, Шемяко, по кличке Шемяко, действительно выколол ему глаза. Сверх его с трона. Захватил власть в московском княжестве. А его сослал куда-то в монастырь. Потом нашлись какие-то бояре, которые посчитали, что они потеряли преференции. Они же были при том Василии. И они были близки, они были в элите. Вдруг пришел Шемяка, понятно, что он начал менять элиту. Понятно же, да? Он своих привел, пацанов. А те, которых отодвинули от кормушки, они побежали в тот монастырь и сказали ему, ты хоть и слепенький, но зато законный. Давай замочим Шемяку. Собрались, нашли инвесторов, нашли банду, пошли, замочили Шемяку. Отгадайте, что сделал Василий Темный с Шемякой? Выколол глаза. И вот это ты когда читаешь, ты думаешь, опа, Шекспир не выдумал все эти страсти. Все было. Это братья. И вот когда читаешь такой нонфикшн, ты думаешь, писатели, я вообще их читать больше не буду. Потому что жизнь гораздо круче. Она страшнее, она драматичнее. И поэтому я решил в итоге писать нонфикшн. Мне стало любопытно, я никогда себя не пробовал, я все время выдумываю конструкции. Я взял себе человека, реально существовавшего, не рандомного, он отец одного из моих друзей. Мне интересна его судьба показалась, потому что он такой self-made man. И классический образец советского человека. Вот я решил написать нонфикшн, исследовать поколение моего отца, своих отцов. То есть, что двигало этими людьми? Во что они верили. Поэтому каждого человека, кого я сейчас спрашиваю, я беру интервью у его однокурсников, у старичков даже, про которых ты даже и не знаешь, им сейчас 83. Они едва подходят к двери, чтобы меня впустить. Они едва там двигаются по комнате. Один из них ходил, значит, меня посадил, провел, потом говорит, сквозняк, наверное, давайте я закрою форточку. Я говорю, да нет, нормально. Он говорит, нет, встал и пошел к ней. И вот так на ощупь ее начал искать. Я говорю, а вы что, не видите ее? Он говорит, а я полностью слепой. И я думаю, блин, а я этого не заметил. Как он двигался. Я думаю, какая сила в человеке, да? При этом он еще онкобольной. И я ему задаю вопрос, а вам интересно жить? Я со своей задаю шкурной колокольни, потому что я был в тот момент в депрессии. Я говорю, вам интересно жить? Он говорит, да, очень. Я думаю, ничего себе. У чувака онкодиагноз, чуваку 82 года. Он слепой. При этом до этого он был летчик, он пилот. У него такая прекрасная молодость была, да? То есть, вау. Потом он пел. Он пел даже в Большом театре. Он бас. То есть после того, как закончилась летная карьера, он закончил Гнесинку. И вот этот человек ходит, и я думаю, о, ничего себе, эти парни стальные. Из чего их делают в то советское время? Они примерно все с 38-го, с 39-го года рождения. Вот это ровесники и однокурсники моего героя.
Я, значит, вот хожу по ним, езжу в его любимый город, откуда он родом. Просто мне он стал интересен, потому что он из очень простой семьи. Его папа сапожник, мама домработница. Папа сапожник, который просто точал сапоги и ничего не делал, он нигде даже не работал. А он, внимание, стал профессором МГУ, заведующий кафедрой на юридическом факультете и руководитель, внимание, Государственной комиссии по созданию Гражданского процессуального кодекса. Это тот самый документ, которым руководствуются все суды в Российской Федерации. Их всего было сделано 2 за всю историю России. То есть вот предыдущий был 63-го года. И вот этот человек из деревни, из обычной крестьянской семьи, в итоге, у него среди учеников его, юристов, было 2 вице-премьера Российской Федерации. Вице-премьера. Это его студенты. И он говорит, позвони вот этому. Я говорю, ничего себе. То есть чиновники высшего эшелона. И мне стало интересно, как человек проходит такой путь? Да? Возглавляя в итоге государственное дело, государево, важнейшее дело, когда меняется конституция и юридические законы всей страны. Вот, я решил писать этот нонфикшн. И вы знаете, Даша, пока слушаю этих стариков, действительно сердце мое размягчается. Я где-то к середине, у меня уже больше половины написано этой книги, к середине я написал посвящение. У меня не было посвящения, но я его написал. Потому что я же разговариваю с этой молодежью 80-летней. И я их именно спрашиваю только про 60-й год, когда он поступил в МГУ. Когда они на первый курс пришли, они вспоминают меня, они говорят, я говорю, сколько стипендий было? Ой, не помню, давай, что-то звонит кому-то. Все выясняем, чем кормили в столовой, какая была стипендия. Я всю фактуру собираю, всю фактуру. Я как церковно-приходская крыса, которая как пылесос весь этот материал должна зафиксировать. Я чувствую в себе долг, что я должен зафиксировать жизнь поколения моего отца. Во что верили? Каждого спрашиваю, верили в коммунизм или нет? Что делали 12 апреля 1961 года? Как восприняли полет Гагарина? Все. И вот к середине у меня все равно, я вот, видимо, размяк, как говорит Даша, и все-таки написал посвящение. Советской молодежи посвящается. Я уже ничего с собой сделать не могу, я размяк. Очень полюбил этих действительно людей. Стариками их назвать язык не поворачивается. Они уходят, часто уже и в процессе написания книги, некоторые из них уже ушли. Но они уходят с очень высоко поднятой головой, ребята. Вообще просто. Им все пофиг. Вообще проблем нет у людей. Я прям вижу, ну все болит. Тут что-то, я говорю, а все депрессия, война там какая-то, что-то идет. Неважно. Очень крутые люди. Вот, большое уважение к ним испытываю. И если, думаю, размякну немножко, все-таки я там, конечно, с любовью уже пишу. Думаю, я позволю себе. Хорошо. Ты не сердись на меня. Да, Максим. Можно короткий вопрос? Я читал ваш роман «Возле ветров» как геополитический роман, несмотря на любовный. Вот если бы вы писали этот роман после 24 февраля, вы там что-то изменили или вообще не написали? Хороший вопрос, да. Нет, ничего бы не изменил, потому что на самом деле, вы знаете, Максим, я когда его писал, вернее, когда я ресерч еще проводил, да, исследования, собирал материал, я вдруг понял, что я действительно выхожу из исторического жанра и пишу что-то другое. По одной простой причине. Мне надо было понять, почему так сложилось в тот момент в русской политике, в 19 веке. Я начал все анализировать. Я перечитал массу, не касающегося к освоению Дальнего Востока. Я перечитал все о политике Русской империи внешней, вот все, начиная с 20-х годов 19 века и до 70-х годов. Там венгерское восстание, да, подавление, зачем-то мы помогли Австрии тогда. Дальше, поведение Нессельроде в этой ситуации, роль российско-американской компании, которая была бюджетообразующая для Российской империи, возня подковерная между чиновниками вокруг императора. И вдруг в какой-то момент, Максим, я понял, как работает государство. И мне тогда даже стало страшновато.
Ну, то есть я вдруг увидел, как работают пружины. То есть кому выгодно, почему вот это решение принимается, почему вот так, почему вот это. И как-то раз, и все в какой-то момент в пазл соединилось, и я даже думал, страшновато публиковать, вдруг откуда-нибудь из Кремля постучат и скажут, не делай так, им не надо об этом знать. Но не постучали, потому что, я надеюсь, они просто там не читают. Еще раз повторяю, никакой критики там не было, там был только анализ. При огромном уважении к героическому подвигу русских моряков и первопроходцев. Но без политики, да, без государственных пружин, без интересов, в частности, конкретно семейства Романовых, вот в продвижении на Дальний Восток. Потому что этим делом ведало Министерство уделов, но это долго говорить. Министерство уделов, которое занималось только делами семейства Романовых. Это их куратор протежировал весь поход Невельского. И потом, когда в итоге Дальний Восток заселился удельными крестьянами, удельные крестьяне — это те, которые проходят по Министерству уделов, внимание, это не казенные крестьяне. Есть крепостные крестьяне, есть казенные. Крепостные принадлежат помещикам, понятно, да? Личным помещикам. Казенные крестьяне принадлежат казне, государству российскому. Внимание, а удельные крестьяне принадлежат Министерству уделов, то есть семейству Романовых. И вот когда Дальний Восток освоили, и он заселился именно удельными крестьянами, и как казенных переводили в удел, а они этого не хотели, потому что казенные жили богаче удельных, удельные совсем были бедные, прям вот нищие. Лучше было быть обычным крепостным у барина, чем удельным. Понимаете, да? И вот когда всех переводили в удел под лебенку, и потом всех на Дальний Восток засылали, да, мне стало понятно подоплека, почему Николай I написал на этом рапорте, где особый комитет по Дальнему Востоку сказал: капитана-лейтенанта Невельского разжаловать в матросы, отдать под суд предлагается. Все эти наши форпосты на Дальнем Востоке уничтожить, ибо это грозит опасностью войны с Китаем и Англией. И Николай I пишет на этом заключение особого комитета, который возглавлял граф Нессельроде, курировавший российско-американскую кампанию, которой крайне не нужно было появление администрации на Дальнем Востоке. Им очень не нужно было. Они там до такой степени хорошо жили, добывая пушнину и не отчитываясь ни перед кем. А тогда пушнина составляла наш экспорт так же, как сейчас нефть и газ. Это было бюджетообразующий бизнес для государства. Так вот, РАК, российско-американская компания, не контролировалась на Дальнем Востоке 100 лет до этого. И вдруг там появляется администрация, да, в виде капитана-лейтенанта Невельского, который говорит: здесь теперь будет Российская империя. Значит, появятся суды, появятся чиновники, и значит, история с пушниной, такая милая и прекрасная, прекращается. Которая, представьте себе, границу с Китаем, она очень рядом. Китай на тот момент ничего не ввозил, вообще ничего не ввозил. Китайцам ничего не надо было, у них было все. Они только отправляли на экспорт. Единственный предмет ввоза в Китай был русская пушнина. Только русские могли торговать с Китаем, даже англичане не могли. Они поэтому с ними воевали в 2 опиумных войнах, чтобы заставить их открыть свои бизнесы для своего товара. А товар у них был простой – опиум, бенгальский опиум из Индии. Поэтому войны назывались опиумными. Вот в середине 19 века. 2. Разгромили Китай напрочь, просто разбили. Будут они мне говорить сейчас об агрессии. Заставили китайцев, подсадили весь Китай на опиум. Заставили их покупать свой опиум. Вот. А мы в это время с ними спокойно торговали пушниной. Не заставляя. Китайцы сами хотели нашу пушнину. И очень хорошо платили. Так вот, еще раз говорю, эту торговлю контролировала российско-американская компания. И человек, курировавший ее в правительстве, это Нессельроде. Именно он написал вот это вот заявление. Не надо разжаловать Невельского. Так император Николай I на этой историческую резолюцию, на этом документе написал: там, где однажды российский флаг поднят, спущен уже не будет. Звучит круто.
Так и случилось. Теперь у нас есть Владивосток, у нас есть Хабаровск, Благовещенск и Тихоокеанский военно-морской флот. Наш щит со стороны Тихого океана, от Америки, как минимум, понимаете, да? Там наши подлодки на Камчатке, они берегут наш с вами сон и не позволяют американцам диктовать нам свои условия по бизнесу прежде всего. Потому что начало всякой войны – это бизнес, друзья. Поймите, как и тогда. Потому что тогда вот за те мероприятия с Невельским, да, мы получили Преамурье и Приморье, где потом возник Тихоокеанский флот, слава Богу, где служил мой отец подводником. Это прекрасно. Но дело в том, что вот в 50-м году был там поднят флаг, в 51-м, а в 54-м году в ответ на это англо-французская эскадра атаковала Севастополь. И началась Крымская война, где вот родился великий писатель Лев Николаевич Толстой. Как писатель, да, написав свои замечательные севастопольские рассказы, воевав на одном из бастионов. Но факт остается фактом. Трагедия Севастополя напрямую связана с походом Невельского. Через 3 года они ответили. Понятно, да? Именно за то, что мы на Востоке это сделали, себе такие приобретения, они тут же нас вот здесь, потому что у нас и на Кавказе шли приобретения очень сильно в этот момент. Ну, в общем, долго говорить. Это тема отдельного разговора. Я бы, Максим, отвечая коротко на ваш вопрос, ни слова не поменял. Потому что мне кажется, лично, что я взломал для себя систему, как работает государство. Оно работает из интересов конкретных людей. Всегда конкретных людей. Так, и, наверное, последний вопрос. Пожалуйста. Хватит? Хватит. Спросить, вы вот не хотели бы сыграть какую-то роль сами? Да, вот я тоже Артистичный, думала, да? артистизм прям Да. вот. Не хотите попробовать? Не предлагали вам? Нет, предлагают, но нет, я не сдаюсь. Я в театре разочаровался еще после ГИТИСа. Я сейчас объясню вам одну штуку. Здесь есть артисты, актеры? Нету. В театральном учиться никто не учится. Хорошо. Тогда могу сказать. Значит, просто вот вы спросили, хотите ли сыграть. Я как-то работал на одном проекте с Джаником Файзиевым, есть такой замечательный режиссер, продюсер. И Джаник, как-то он, ну, я пришел, и у него шел этот кастинг. Значит, он смотрел эти пробы, кинопробы смотрит. И так что-то через глаз сидит, болтает со мной, мы обсуждаем с ним проект. Он туда смотрит, ему директор по кастингу что-то говорит, вот сюда посмотри. Джаник смотрит, говорит, нет, это урод, это вообще дебил, убери их, морда. И вся, ну так как-то пренебрежительно. Я говорю, Джаник, ты почему так об артистах? Это же у тебя одни звезды там на экране. А там правда одни звезды, народные артисты. И Джаник меня, он режиссер, еще раз подчеркиваю, продюсер, чтобы вы понимали. Он говорит, слушай, да артисты это просто реквизит. Вот. Это вот, чтобы вы понимали отношение режиссера к актеру. Понятно, да? Они просто реквизит. Надо смотреть, какая у него фактура, как он смотрится в кадре. Вот. Что там, талант, личность, вообще неинтересно. Это не про то. Лишь бы красиво реплики подавал. Понимаешь? И красиво смотрелось на ней платьишко. Вот. Поэтому... сюда добавьте еще гигантское тщеславие у актеров. А их же разрывает тщеславие. Если в отличие от них режиссеры и продюсеры не тщеславны, потому что они остаются за рамкой вот этого экрана, да, то актеры очень тщеславны. И как-то меня эта беда, слава богу, миновала, во мне тщеславия нет ни грамма. Вот. Нет. Но все-таки вы в ГИТИСе разочаровались почему? То есть после ГИТИСа вы разочаровались В театре вообще как таковом. Я сейчас в театр даже не хожу. Произошло. Я не хожу в театр, я бываю иногда, мне говорят, слушай, гениально. Я всегда говорят, это тот, кто играет. Я так гениально сыграл, приходи ко мне на премьеру. Приходи на премьеру. Я честно смотрю обычно один акт, все, потом как бы... Вот, объясню почему. Дико скучно. Вот как-то скучно и все. Вот как-то я перестал верить этим людям.
Я всегда вижу человека, который передо мной почему-то нарядился в какой-то костюм и говорит какой-то заученный текст. Вот все, что я вижу. И я такой, ну как бы я могу пьесу прочитать, зачем мне ты? Идти в театр, это еще, ну там, выйти из дома, одеться как-то, доехать на метро, да, там вот в фойе толкаться с людьми, есть охота сидеть и такой, ну нет. Ходят действительно раскрашенные люди, говорят какой-то заученный чужой текст, и потом еще тебе звонят и говорят, ну как я тебе? И ты говоришь, ты гений. Я всем им так говорю. Меня Надя, кстати, ругает за это. Она говорит, зачем ты так делаешь? Ты же как бы их, ну, обманываешь. Я говорю, нет, почему? Он хочет, чтобы я сказал ему, что он гений. Мне что, трудно, что ли, язык отвалится? Я говорю, брат, вообще это было. Он говорит, да, я слышал, как ты смеялся. Да-да-да, слышу вас. Еще есть вопрос? Да. По театру? Что вы чувствуете, когда вы говорите вот эти слова, что брат ты гений? Я чувствую, что мне просто надо закончить телефонный разговор быстрее и вернуться к моей жизни. А его жизнь я уже осветил. Но как-то расцветил какими-то красками. Я думаю, ну вот мне в карму зачетик пошел, и нормально, и до свидания. Не искренне получилось. Нет, конечно. А в карме там что, сидят, так, это он искренний, это он не искренний. Кармисты, там кто ответственный, администратор по карме, он прям там сидит, да, а так это вот, ну не знаю, в минусок пойдет. Нет. Короче, для меня... Если вы скажете правду. Что, простите? Может, вас меньше приглашать будет, если вы скажете правду. А я не хочу обидеть человека. Я не очень неконфликтный, мне будет жалко человека обидеть. Хотя, мне Надя все время говорит, слушай, ну ты же не заставляешь их читать свои книги. Почему они заставляют тебя смотреть свои роли? А мне неловко их спросить об этом. Потому что это мои друзья. Это часть моих однокурсников и потом друзей, которые появились и так далее. То есть, ну, там, я не могу, я не всем могу отказать. Так иногда я говорю, что, дружище, меня не будет в Москве. Да. В театр вы не верите, а вы когда смотрите фильм, вы верите в то, что вы видите? В кино мне привычнее, скажем так. Органика кинокадра мне ближе, скажем так. Смотрите, сейчас скажу. Мне однажды Александр Артемович Адабашьян объяснил разницу между театром и кино. Адабашьяну верить можно. Человек опытный, и он как и режиссер, и художник, и актер, да, замечательный, прекрасный. Так вот, мне Александр Артемович сказал однажды, знаешь, чем отличается кино от театра? Чем? В кино тебя показывают, а в театре ты смотришь. Понимаете? То есть в театре ты волен смотреть в любую точку сцены, куда хочешь. А в кино за счет приема монтажа и работы оператора ты смотришь туда, куда хочет режиссер. Он тебе говорит, смотри сюда. И делает зум на объект. Или делает крупняк на актрису. Или на ее руку, которая нервно комкает платок. И вклеивает этот кадр. В театре вы не можете руку, комкающую платок, заставить на нее посмотреть всех зрителей. Ну только если, я не знаю, она загорится, вспыхнет. Если вы ее керосином обольете, она загорится в этот момент. Поэтому, как говорит Адабашьян совершенно верно, в театре вы смотрите, вам дана свобода. В кино у вас свободы нет. Вот я думаю, в ответ на ваш вопрос, меня как раз устраивает не свобода в кино, потому что мне неохота думать. Я пришел отдохнуть. Давай, режиссер, говори мне, куда смотреть, короче. И я спокойно по всем этим, как по горочкам, проезжаю по всем точечкам, которые он мне расставил, и говорю, точки были расставлены клево, было круто, я вот здесь засмеялся, здесь поплакал, все хорошо. А вот приходить в театр и читать эти шарады, да, или вот в модном сейчас театре, где они вот постмодернистские, где они перепридумывают классику, где у Ставрогина меняется пол, и он теперь, оказывается, не мужчина, а Ставрогин женщина, прошедшая гендерную операцию. И я такой думаю, а мне зачем это? Да, вот как бы, ну, мозг сосоряет. Это фантазии какого-то странного режиссера, ну, я тоже могу так придумать. Каждый может из нас придумать всякую чепуху, кстати. Вот. И поэтому я говорю кинорежиссеру, давай, талантливо лиши меня свободы. Заставь меня заплакать, дружище. И там, где надо, я очень благодарный зритель, я где надо с удовольствием поплачу, посмеюсь.
Ну, Все. Спасибо вам большое за вашу историю, за вашу харизму, за ваш артистизм. И я думаю, что мы тоже как-то вам пришли Конечно. по душе. Главное, не болейте. И знайте, что когда придет депрессия, то надо ее просто перетерпеть. Хорошо? Я прошу. О, подарок. 10 секунд. Взять автограф, если хотите. Сейчас я говорю.